الله أكبر 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 الله أكبر. Дорогие друзья, حومي مخكوي ديديكا دوال مصير عيديكا بيجيكا شايك ديك خلطير وحومي مخكوشي. Приветствуем всех и на русском языке, на английском «Hi», на немецком «Guten Tag», на итальянском «Ciao», на испанском «Hola, hola», на казахском, как там, короче говоря, Буген. Хошкельденыздер. Ну да, ну короче, приветствую всех на всех языках. Всех рады всех слышать, видеть здесь у нас на площадке. Сообщаем нашим слушателям, что запись ведется. Сегодняшний эфир у нас посвящен, как Аравия приняла ислам. И 360 доисламских, более 360 доисламских арабских идолов. Альхамдулиллахи Раббил Аламин Рахманир Рахим. Будем зачитывать. Будем просвещать. Будем зачитывать, будем просвещать и будем доносить до широкой общественности, особенно для чеченоговорящей общественности, также чеченского сегмента интернета, чеченских информационных ресурсов, информационного поля, что такое ислам, откуда, как, что и почему, и сколько там было богов. И всю историю подноготную подлого, мерзкого, арабского типка, который сам себя провозгласил пророком, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А по-чеченски дал Элица Нёйцун. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Будем говорить только правду, правду и только правду. А перед тем, как начать доносить и зачитывать нашу информацию сегодняшнюю, мы дадим слово всем нашим присутствующим. Кто хочет, может что-то сказать, добавить, опровергнуть или сказать, что мы лжем. Мы тоже это право любому даем здесь. Пожалуйста, кто хочет, говорите, свободный микрофон. Соба, я знаю, что вы легенда. Можете говорить. Вот у меня вопрос, только зашел на эфир. Какова деятельность, то есть просветительская деятельность, да, канала, как я понял? Да, мы мусульмане, альхамдулиллахи раббил аламин рахмани малики дин, Аллаху экбер, Аллаху экбер, Аллаху экбер, Аллаху экбер. Мы познаем, изучаем каждый день всю святость, мудрость, чистоту, знамения в Коране, в слово Аллах и сам жизненный путь нашего всемогущего, всезнающего, всекрасивого, всевеликого, луноликого, солнцеликого, самого чистого примера для подражания для всех мусульман, а также не мусульман мира, пророка Мухаммада. Наша цель изучать. Я понял, брат. Ну, а если без иронии, как Хармат, делаете просветительскую работу, да, с вашим народом? Только изучение ислама. Альхамдулиллахи. Только изучение. Ничего от себя мы не говорим. Только святые писания, святые скрепы, Коран. Да, говорите. Насчет Нового года хотел спросить. Елку поставили, Санта-Клауса ждем. Bu Saudina в исламе запрещено, да, Новый год. А Нохчаллаи, Вайдейш, Тарнога, да, зашли. Да, понятно. Хороший вопрос. Да, вопрос просто великолепный, изумительный, изящный, глубокий, высокоинтеллектуальный. К сожалению, нашу Нохчала стерли. Мы стараемся его создать, потому что нас полностью стерли с арабским миром и русским под русским миром. Да. Опять же вопрос, как это терминация? Bu Saudina Харан Дуол много, да. А вы Нохчал видите? Нохча Адат, Ламас, Хаяч. Вайдей вы до принятия ислама, или после принятия ислама, много, да, зашли. Понятный вопрос?
Есть 44 пункта нашего Нохчела, которые выложены на этой площадке, на других площадках наших информационных. Там нет ничего, что могло бы противоречить Нохчелу. Так что Новый год, кто хочет, может его праздновать. Кто не хочет, пускай не празднует. То есть, то есть наши предки отмечали, да, елку ставили? Не отмечали наши предки, но никто не против этого. У нас были свои праздники и весны, и зимы, и так далее. Понятно. То есть в исламе запрещено Новый год отмечать, как я понял, и в Нохчеле. Не запрещено, Нет. никто это не сказал, запрещено или разрешено. Это все по желанию. В Нохчело у всех все по желанию. Но это в Люди Нохчело не свободны. входит же, если это не наш праздник. Но Нохчело это не входит же. Согласись. Но это не аморально, понял? Кто хочет, отмечает, да. У нас это не аморально, Но я правильно? как, тебе ну, спикер если говорит? я хочу, я отмечаю. Да, у себя правильно, дома, все да, по если я желанию. У захотел. чеченцев все по желанию. Но я говорю, Да. но наши предки же не отмечали. Так Не пусть, праздновали. ну они не отмечали, они не знали, не отмечали. Кто хочет, тот, типа, все закручено на морали, понял? Ну, короче, понятно, да. Это такой риторический вопрос. Ну да, а в чем проблема Нового года? Ну, елка стоит, не стоит, там Новый год, шапка, что там? Плохо не будет никому, мне кажется, Новый Просто- год. из-за этого. Хорошо. Нет, просто они говорят, в исламе запрещено, это там, Нохчала, там. Плевать на этот ислам. Вообще, что такое ислам? Это Это же не свод. Свободе, Бусов, Нохчата, понятно, там. Но я же хочу вам отдельно там. ответить. Вы не даете вам ответить. Вы как бы задаете один и тот же вопрос, но вы не даете ответить вам. Хорошо, задавайте его еще раз, а потом мы постараемся вам ответить. Я молчу. Задавайте снова ваш вопрос. Далма, Делану, Чаусахта, Цахетова. Новый Он год. спрашивает, запрещено или разрешено в Нохчело отмечание Нового года? Наши предки отмечали Новый год с елкой. То есть твои предки в 18, 19, 17 веке отмечали Новый год? Хорошо, вопрос понятен. Еще раз, сколько вы раз зададите один и тот же вопрос? Мы ждем, вы когда скажете, я закончил свой вопрос, мы Да постараемся все вам уже, ответить. да, отвечать, ты можешь сейчас ответить, отвечай. Хорошо, благодарю вас за разрешение, которое вы даете вам ответить. Я вам признателен, Хорошо, спасибо. глубоко признателен. Спасибо. Огромное вам благодарность, что вы мне даете слово. Хотел бы донести до наших слушателей, до вас тоже, что чеченцы до ислама были у них свои законы, как вот наша слушательница, предыдущая спикер сказала, были праздники весны, праздник зимы, ну, праздники, это так будет чересчур сказано, но как бы отмечалось. Но Новый год, в принципе, он нашему чеченскому Нохчелу ни в чем не противоречит. Это просто переход, это уже современное летоисчисление. Хорошо, я сейчас молчу, давайте, задавайте вопрос, говорите. То есть я хочу узнать, это не наш праздник, согласись. Но у нас были другие языческие обряды. Вот я хочу уточнить, этот наш праздник или славянский праздник? Хорошо, вы закончили свой вопрос, я могу сейчас продолжить отвечать? Да, я закончу, теперь ты можешь ответить на мой вопрос. Огромное вам спасибо еще раз. Выражаю вам искренне благодарность за то, что вы все-таки разрешаете, даете возможность вам ответить. Он не славянский праздник, потому что до принятия христианства, так называемые славяне, они прыгали через огонь, там у них свои языческие были обряды. А как славяне, они сложились из разных народностей. Коряки, там эти всякие мордвинцы, макшанцы, ну вся вот эта финно-угорские племена, которые они под себя подмяли. Так что не надо ассоциировать Новый год с русскими. Это не славянский праздник. Новый год сам по себе, он при Римской империи как бы уже образовывался. И вообще это современное летоисчисление. Есть какой-то юлианский, григорианский календарь. Поэтому вот эта вот аналогия, так называемая, что это христианский какой-то, славянский, это неправда. Это уже русская православная Ахлусуна нам закидывает эту всю идеологию. Через так называемый арабский ислам, рабский ислам, который нам Россия еще раз навязывает. Но с Нохчела, если взять, да, это не наш чеченский национальный праздник, но он, в принципе... Вот это хотел я узнать, не наш чеченский праздник. Но он, в принципе... Все понятно, спасибо. Да. Все, я могу продолжить или я должен замолчать? Да, продолжай, может. Огромное спасибо. Если вы хотите аналогию, вообще самую простую аналогию, если взять Mercedes и BMW,
Это же немецкий автопром. Но от того, что вы покупаете его и ездите на Мерседесе или на BMW, вы не становитесь от этого немцем. Вы остаетесь таким же чеченцем. Также с этим Новым годом, также с этими елками. От того, что вы поставили эту елку, не поставили, принимаете вы этот Новый год, не принимаете вы, празднуете вы его, не празднуете. От этого ваша жизнь не меняется. От этого нохчела ваша не уходит. Вы остаетесь таким же чеченцем, как вы. Да. Тогда я точно так же могу другие праздники взять, да, заимствовать у других народов. Чем заимствовать? Если Вы я можете могу просто много- принимать. То есть принимать я, то есть как и Новый год я могу там у персов, у турков, у других Да, у нас и так народов, уже все арабское, турецкое. принимать Куда нам другие дальше обряды, убегать? да, получается, если нас, я могу да. Новый год. Да, да. У нас и так уже По-твоему, все. так получается, да? Да, да, да. Да, вы правы, Саша. У нас и так уже все турецкое и арабское. У нас даже принимать ничего. У нас даже имена уже арабские, турецкие. У нас даже член, кусочек плоти режут по арабскому, хотя это еврейская традиция. У нас с рождения замуж выдают по арабским законам. Детей принимают роды по арабскому. У нас все арабское. У нас самая священная книга — это Коран, свод блядских, проститутских, развратных законов, который является Коран сам по себе. Это сборник арабской Камасутры. Там только об этом и говорится. Из промежности там ничего не уходит. Так что нам уже брать у них практически нечего, потому что они уже ушли куда-то дальше и стараются быть европейцами. Даже новый лидер так называемой объединенной исламской оппозиции демократической, он уже одевается в европейскую одежду. Это как так называемые наши черноговорящие мусульмане, альхамдулилля рублями, они в арабские халаты. Вы видите, какая там разница? Они хотят цивилизации, арабы, а мы, наоборот, с помощью русских становимся арабами. Понятно, да. А вот хотел Вот еще спросить на что-то Ты закончил? Я всегда вам дам слово. Я всегда буду молчать, когда вы будете говорить. Говорите. А вот насчет европейской духовной, европейской культуры. Насчет этого верно, да? Вот, европейская мода, да, западная культура у нас, да. Вот если чеченка или чеченец одевается по-европейски, допустим, в Европе, мы знаем, да, многие чеченки ходят в брюках, да, и есть тату там, уже европеизировались полностью, да, не отличишь от европейцев. Есть такие чеченцы. Чеченки не На это ходят как в ты брюках, относишься? ходят те Подожди. чеченоговорящие, которые в Валлахи, шариате и в исламе. не смотри. Пускай она расскажет. Пускай она расскажет. Пускай она расскажет. Да, давайте. Подожди. Слушайте его, нафига просто. Да, он доскажет. Ничего страшного. Должен вайбадик здесь. Да, совершенно верно. Пускай говорит до конца. В Европе мы знаем многие, даже если ты видишь там чеченцев, ты не отличишь от европейцев, ты не арабов, Совершенно верно. Вы есть правы, такие да, чеченцы. продолжайте. Мы говорим там всего там арабская мода, там турецкая, там все заимствовано у них, у мусульман, то сюда. А если если наш народ что-то заимствует, принимает у других, у европейских народов, вот, мы знаем, даже есть чеченцы, которые в шортах ходят, там, в Австрии, там, в других странах, там, это уже в порядке вещей. Да, совершенно продолжайте, да. Вот как ты на это относишься? Вот влияние западной культуры. Совершенно верно, правильно. Вы закончили свою мысль вообще такую? Да, я закончил, теперь можно ответить. Действительно, если они ходят в купальниках, в бикини, я поддерживаю, пускай ходят. Лучше ходить в бикини, чем в арабском черном мешке. Вас устраивает этот ответ? А почему? Ногчела это не разрешает. Почему? Смотрите, где носить бикини женщине противоречит ногчелу? Где в кодексе чеченском? Это про мораль, чувак. Да, Подожди. в кодексе я отвечаю. Ты хочешь сказать... Могу закончить? Да. Хорошо, я молчу, говорите. 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 То есть ты хочешь сказать, что наши чеченки, то есть ходили в брюках, в бикини, по-твоему, так получается? Я правильно тебя понял? Нет, он хочет сказать, что дело не в этом. Не Нет. ходят чеченки в бикини, Да, не говори ерунду. Подождите. Подожди. Вы задали вопрос, я могу вам ответить?
Да, отвечай, да, слушай. Я отвечаю, чеченки – это свободные граждане чеченской нации. Никто им не может запретить, что они хотят, как хотят они жить. Если чеченка хочет ходить в бикини по улице, это ее суверенное право. Никто ей не может запретить. Хочет она в брюках ходит, хочет она в репетузах ходит, хочет она голая ходит, хочет она в одежде, в чеченской габле ходит. Кому какое дело до чеченки? У нее это ее право. Никто не может у нее это право забрать. Никто не может ее осудить. Она свободный человек. Я ответил на ваш вопрос. Это в кодексе Нохтела. Да ты просто троллишь его, он никогда не догонит, понимаешь? Веня, он сейчас запишет, вырежет и сделает так, как будто ты говоришь, что Специально ты пускай советуешь напишут, чеченкам в это бикини ходить. В Чеченском кодексе Нохтела нету запретов на личную свободу. Каждый человек, член общества, да дайте закончить мысль хоть один раз. Он имеет свое личное право, суверенное, делать как хочет и что хочет. Никто ему не может запретить, потому что он свободный человек. Он не боится ничего. Нету ничего, что может страшить чеченца. Вам этот вопрос, на этот вопрос ответ достаточен? Хорошо, тогда точно же чеченка имеет право ходить в хиджабе, согласись. Нет, потому что это арабская блядская одежда. А это тогда западная мода, дорогой. Потому что это арабская блядская одежда, и по этому написано в Коране. Подожди. Я вам объясняю, я вам объясняю. Хиджаб это не мода, хиджаб это традиционная одежда, Подожди, хиджаб подожди, не подожди. мода. Что такое скромность? Если женщина покрывается, это арабская мода, а если она в бикини, это нормально. Жопа, оп-оп. Это нормально. Ребята, дайте сказать что-то мне тоже, можно? Внедрюсь, короче. Отвечайте ему, отвечайте. Вам слово, говорите. В общем, как бы тут про идеологии речь идет. Вот. Европейская, нет какой-то европейской идеологии, но есть исламская идеология, которая как бы сказывается плачевно на народах, которых она захватывает. Но какой-то европейской идеологии нету. Типа, если бикини, например, она одела, какая-то женщина, или какой-то мужик одел какие-то ботинки высокие, это не делает его не принадлежащим к какой-то идеологии, как, например, хиджаб. Хиджаб одела, она, скорее всего, мусульманка. А если она мусульманка, то она, скорее всего, сура 4, там, 24 аят. Вот, поэтому такие дела. Подожди, Аладуа, ахадица, бикини лилер, нохчо, нормально, хазучо, бикини лилер, шо, аишо. Эй, ты где видел ногче, что бикини, что охуеть, хотел? Охуеть, ты где чеченок бикини видел? Ну он говорит, что это нормально. Я тебе еще раз говорю, ты чеченок бикини где видел? Но он говорит, это нормально. Он не это Он говорит. ничего не говорит. Я тебе говорю, ты чеченок бикини где видел? Ответь мне на вопрос. Ему говорит, он говорит, это нормально. Если Он не говорит нормально, он говорит, чеченка свободна в своих решениях, однако она не оденет бикини. Он говорит, что дело не в этом, понял, чувак? Что дело не в бикини, короче, не в этом. Давайте, дорогие друзья, я вам дам пищу для хорошей дискуссии. Сейчас, смотрите, вот этому нашему товарищу, смотрите, 20-й пункт Чеченского кодекса Нохчела. В общении с людьми он должен быть предельно вежливым, сдержанным и скромным, независимо от их социального статуса или возраста. 21-й пункт Чеченского кодекса, писанного Хонхола, Нохчела именно. Конах с уважением и почтением. Это конах, значит, относится и к женщине, и к мужчине, потому что есть такой термин. Конах зудю, конах таку. Конах с уважением и почтением относится... Нигде в Коране, ни в одном хадисе это не увидите. Эти 44 пункта Чеченского писанного кодекса Нохчела может ответить на любой вызов исламской цивилизации, заключающийся в Коране, в сурах и аятах, которыми наполнен этот Коран, и всеми хадисами, всевозможными хадисами, которые можно найти. 21 пункт. Конах с уважением и почтением относится к женщине. Он никогда ни при каких обстоятельствах не позволит оскорбить и унизить ее. Ни себе, ни другим. Честь и достоинство женщины для конаха священны. 22. Конах должен уметь не только отстаивать свою правоту словом и делом, но и выслушать противоположную сторону. Согласиться с ее мнением, если она права.
уступить в ссоре или споре более слабому противнику является не трусостью, а проявлением благородства. 23 пункт. Конах должен быть милосердным к слабым и немощным. Он должен относиться со страданием не только к людям, но и к животным, которые не имеют разума и не могут оградить себя от человеческой жестокости. И 24 пункт я завершаю. Конах со страданием относится ко всему живому, никогда без необходимости не срубит дерево, не причинит вреда ни одному живому существу. Продолжайте, я вас слушаю. Вот это красиво сказано, конечно. Продолжайте. Я вам даю возможность побеседовать, подискутировать. Это чувство внутренней морали. То есть, что ты не имеешь права там букашку, например, какую-то убить без причины. Вот. Это то, что человеку дается вообще любому, мне кажется, изначально. Ногти Как бы так. Ну, это вот. ты доллар делаешь, в чем проблема? Ёлок тем, что я хулить, я не понимаю. В чем проблема? Не Не традиция путай арабский перепевать всех, хиджаб да? с никабом, с ногчью ёлок. Никак, Не я не путай. про никак. Ты сегодня пытаешься, чтобы чеченскую женщину принизить, приписать ей бикини. Ты Подожди. где в истории видел, чтобы чеченская женщина в бикини ходила? Расскажи мне. Подожди. Они не одевали хиджаб, они в своих чеченских платках были. Ну я про это и говорю тебе. А при чем тут тогда бикини? Бикини здесь при чем? Вообще Он бикини говорит был это хэхл. нормально. Он говорит это в порядке вещей. Он Ты не не сказал понял, в что он имеет порядке, в он виду или сказал, что? чеченская женщина имеет право на выбор, но она это не сделает. Она свободная женщина. В общем, когда он шутил про бикини, во-первых, это была ирония. Это ирония называется. Вообще сейчас то, что с тобой происходит, с тобой разговаривают чисто иронически. Понимаешь? Если она имеет право на выбор, тогда она имеет право на хиджаб и никаб точно так же. В чем проблема тогда? Нет. Кто ей запрещает? Мы запрещаем им одевать хиджаб. Мы говорим, одевайте свой хиджаб арабский и идите шайдедак в свои арабские эмираты, и все. Что мы говорим? Не пропагандируйте среди нас, мы говорим Я не хиджаб, про- и все. Я не пропагандирую. Хаджа, если юга тахкабу, хаджа, ногчу, абючу, мотицу, ногчу царит, у тебя какой-то русский акцент. Возгласка, дикция бычу, ногчу. Я чистокровный чеченец, я плохо говорю русский. Я чистокровная чеченка, он варет, да, вахицы, я чистокровная чеченка. Мне 4 года было, когда я уехала от войны. Ну Я поэтому чистокровная ты чеченка. такая... Давайте возвращайтесь. Подождите, дорогой слушатель. Подождите. Давайте не будем тут устраивать балаган, пересуды. Смотрите, слушаем дальше. Смотрите, дорогой друг или не друг, кто бы вы ни были. Какая разница? Подождите, дайте я вам объясню. Конах с уважением 21 пункт. Это 44 пункта всего лишь, Нохчели, писано. Еще раз я вам напоминаю. Конах с уважением и почтением относится к женщине. Он никогда, ни при каких обстоятельствах не позволит оскорбить и унизить ее ни себе, ни другим. Честь и достоинство женщины для Конаха священны. Это ее право личное, сугубо личное право делать, что она хочет. Но мы напоминаем, что если, как вы говорите, она одевает хиджабы, миджабы, есть суры и аяты в Коране, где четко описывается, откуда, почему и зачем одеваются эти одежды. Это одежда для проституток, для наложниц. Это арабский метод порабощения женщины, превращения ее в сексуальный объект. Понимаете? Чтобы ею наслаждался какой-то музмама. А бикини для чего? Подожди. А бикини для чего? Брюки, Вот, штаны? еще раз, хорошо, возвращаемся, еще раз вам говорю, возвращаемся. Ну, хорошо, возвращаемся. Я слушаю. Хорошо, возвращаемся, еще раз вам говорю. 21 пункту Кодексу чеченского Нохчела. Мы не говорим сейчас про Коран, мы не говорим ни про что, мы говорим Конах с уважением и почтением относится к женщине. И Бог, куда Нохчем от тебя вчера? Ща Нохчу у Богу Конаха ларенцани. Зучин цани дол, волка ларенцу дубов. Он никогда ни при каких обстоятельствах, что цаца хукахильча не позволит оскорбить. Зучин сити лидервать Бог. Это Нохчем от тебя. Что? Ах, это Бог, что цель Нохчему. Нет, Веня Соборде, я не поняла, вот эта золотая середина между хиджабом и бикини, вот эту чеченскую середину, кто дал им право вообще трогать? Объясни мне. Бог, Почему, если не хиджаб, то бикини? Объясни мне.
تو بوق حجاب арабское слово دي حوض بوق دو عميجي شو عقيلة شو وديش Говорит, ودينا а в Соборде мы не одевали Наглая ложь. хиджабы. Наглая Мы, ложь. значит, получается, были грязные, наши матери и наши бабушки были грязные, так получается. تار يولق يلدو حدينا يولق يلدو Асалело до елк. Соборде хаверса хокус. Асалело сай ночью елк 24/7. Да и чхан беваться. خش لي شو صبردي Хачлело шятцо сай аришке лело туряц асхэч. вот عادي يلدوك هاي نقطة А при чем тут хиджаб? Объясни ты золотую середину между хиджабом и бикини берешь. Не, А почему не, ты... хиджаб это вообще, хиджаб это просто ногти мотать. Соборде, какое отношение хиджаб к чеченке имеет? Объясни мне. Ну, Какое хиджаб он и имеет есть это отношение? хадях ودينا ونانو شيء хиджаб духи шур духа. Ой, давала, адичник вообще ахдеду. Ой, давала, какие хиджабы. Мы закрывали свои волосы, закрываем. Мы закрывали свои локти, закрываем. И мы скромно одеваемся. скромно Нам не нужен одеться арабский никак и хиджаб. хиджаб с богос я хочу союз адама любой адам кяч да тидо духа ما خدوش если скромно одеться динуется яз хул зуд делам яз зуд خش яз духа تدو عم اوق نوقش شغل انا اصلا اسال ما كاتش اللي نوقش زود او تاع европейский мод خلي تاع تلي تمشي تاع اوش خذ تاع غش قاچ رز Это про вульгарную одежду ты да говоришь, это я про это другое. ну вы ногчались дошма дайте Но это другое, у тебя вообще соприкосновения, разницы этого всего нету. Ты сейчас начинаешь все перематывать. ну это же европейская мода ладно согласись Чеченка одевает свой платок, одевает красиво свое платье, без никаких вульгарных вещей. Молодец. Мы курачки. Все, عندي أدوغ просто خالص ورصة نوختي زوجة دوخر وين قيتها موضتي خدش ليها نوختي زوج قيع دوخر هون نوختي زوج دوخر سان öz دوخر دا طبعا زوجك العرب أعيش العرب يزدي دوخر شلون عربو يزدري شبوق يخشي عربو صبدي حتى إنجليش داجستان تيم لبوي تيم أيوك نوختي دك دون عربو كان يشلون لدوان ساربو خا نوختي زودين حصان ترو وقت يبنوي عزود شو عايشو شلا ميل ولا دون سنان دوخز نوختي دون يولق تلش نوختي دون سوندا وي نانو از خلاصا ربو خا از يوروبيسك مودرچ شنا عليه يشو بوتا بكيني شورتك خچ تعصبو شو ديش لرت عمدات بو свободно европейский союз арабский союз ونوختي ودينا هو حدينا ده جو زودكيتي حدينا ده جو سالين دوغر ده شو قوي إيطاليا عربو دوخر دوينز دا بريمير أتساعدون قشطل يون إسلوبويت حسيني تحاجي أرابسكي كويت كيتلن وج إبريغاشي إيتي حاجة دو ستريبتيز جنيون دون تشيست شو دون إيزي أدنو أساساتي خز نوختي دون خز برغت دوخر دون زودوي سول وز دون تعاهم تقول جنوكس كوارتير مسحول الإموخية تونز مسجد شيء مس دون خز كوارت يولق فلان نوختي ستان دون إفشو ننادي دون زبوتو وفدون Ну, يولغ مس جاي شاد زوتشو نوختي زوتشو كوارتا يات قال مسجد شغل ديتي شغل تقع مسجد элементарный هم مش ده نوختي وحافين زودر ستان دويت شو يعني مو كلمات وتبقى больше проблем нет مس جاي شيء مسجد شغل ديتر دريا سوش بيحك من بالله سو خش ميك شوات بوريا خش ميك شوات سو عفريد نوختي نيكرا تورا خش بروست دات son ايه دريا
Жинш хайрдол, жинш Sabırda, хайрдол. sabırda. Bakma Билиш, шутовала, Дахма Билиш. Смотрите, вот этот человек сейчас зашел, говорит, Сумхахеш, Мек Швац, сейчас Нохчи Бог, но он уже не Нохчи, потому что он Нохчи кодекса не придерживается. 8 пункт Чеченского кодекса. Главным качеством конаха, ну, того человека, который себя считает конахом, является выдержка. В ней проявляется истинное мужество и умение управлять собой и ситуацией. Бездумная храбрость – это мужество с закрытыми глазами. Она просительна юнцу, не знающему цены ни своей, ни чужой жизни. Выдержка конаха – это умение знающего, осознанный шаг навстречу смерти. Если иное противоречит интересам Отечества, значит нашей Родины, Нохчичо. А все, что арабское нам противоречит, несовместимо с кодексом чести или личным достоинством. И 9 пункт. 9 пункт. Конах должен быть скромным в жизни, в быту, в общественных делах. А вы сейчас в быту и в общественных делах, между прочим, дорогой наш, или недорогой гость. Ум, мужество, деяния конаха, тем более вы говорите, я чистокровный чеченец, должны оценить прежде всего окружающие, а не вы сами себе ставите цену. Это чеченский кодекс. Но даже субъективность этой оценки не дает ему, а значит вам, повода восхвалять себя самого. А сейчас мы поговорим Вени, соборде, Да. минутам, Вени, соборде. И воевош, который мне вопросы задавал, хочешь, а вы или он вышел? Насчет Я не хиджаба. знаю, где-то Фаон, уже- Сахатер, У меня вопрос к тебе, Саваш. Хорошо. Чеченец, который носит штаны, и чеченец, который в хаджи носит полуголый, носит платья арабские, который из них чеченец? Ну, если штаны, хаять, что европейские штаны, Чеченские штаны, которые носит, и второй Чеченские штаны чеченец, я не который вижу носит нигде. платья Где? арабские. Подожди, где Арабские платья, чеченские? которые носят. Подожди, Ладуган, где чеченцы носят? Я хочу куртки, проводя турецкий, хочу огнем, арабский, хочу гошлы, хочу, или И нормально, и бутылка. Совещер, Ну, соборде, хажинц абоч, они же одевают эти платья. Я про вот эти платья говорю. Давайте мы сейчас Не кайду, подождите, не путайте вот этот момент. Подождите. Наши чеченцы в Арабских Эмиратах Женщины так не обращаются. Наши чеченцы А в Арабских Эмиратах носят арабские платья. Это чеченцы? Обращайтесь уважительно, дорогой наш гость. Или недорогой. Мы же вам даем такие же права. Мы же вам такие же права. Подождите. Мы же вам даем такие же права свободных чеченцев, хотя вы арабский под-русский чеченец. Мы это уже поняли. Но уважайте чеченскую женщину и не говорите ей ахуить. Вы говорите ахудить. И мы сейчас будем вам носить про хиджаб. Когда вы закончите, я вам из Корана суры аяты начну читать. И полностью объясню всю эту блядскую сущность хиджаба. Да, Если вам это чеченские интересно. хафизы, которые закончили выпускники медресе, носят которые платья арабские. Это чеченцы, у меня вопрос. Арабские платья национальные, которые одевают, полные Эмираты, Рас-эль-Хайм, Дубай, Катар, они ходят, наши нохчи, в этих арабских платьях. Они чеченцы? Почему не чеченцы? Если чеченцы также носят европейские брюки, футболки, кепки, а если чеченец носит европейскую кепку, он чеченец? То есть Подожди, получается, что у чеченцев своих штанов нету, да? Подожди, у чеченцев своих штанов нету. Если у чеченца штаны, значит европейские, если платье арабские, да, Нохчи получается? дохар миллионных духая, нохчи дохар, зикр алиеш бешчалил, что гинео, холхоз куе ветер квач, иду нохчи, и делаешь сагоем. Я хочу. Вы наговариваете. Ну какая разница? Даже арбу хаять и гуляю, Это вот ногти дохар, брат. Это не ногти дохар. Ну зачем вы сейчас? Хорошо, давайте, знаете, что вы не хотите. Подожди, дорогой друг, подожди, давайте, мы вам достаточно дали времени, вы сейчас уже начинаете монополизировать эфир. Мы вам будем не только спорить с вами, будем доносить вам на базе Корана, суры и аяты. Потому что так спорить, это не бессмысленно. Вам нужно доказать с помощью Корана, сур и аятов, что хиджаб — это блядская одежда для блядских наложниц пророка Мухаммада, растлителя малолетних детей, разбойника, маньяка, убийцы, шизофреника и биполярника.
Так, мы будем вам зачитывать суры и аяты. Не надо убегать, вы просто не уважаете Вы не уважаете своих слушателей и оппонентов, и поэтому вынуждены вам выключить микрофон, но мы вам дадим слово. Поэтому, если вы сейчас будете слушать и объективно с нами дискутировать, вам микрофон не будут включать. Но вы перебиваете всех здесь и проявляете неуважение к своим оппонентам. Можете оставаться с нами, не надо убегать. Давайте, суры и аяты. Вы с нами, дорогой, недорогой гость? Куда вы пропали? Нет, Веня, Лёв. получается, что из всего, что я сегодня услышала, у чеченки нету золотой середины, то есть она должна быть ходить или в Вот бикини, иду или в сразу шаре. микрофон, да, У чеченцев Давайте суры и аяты. Подождите, давайте Свободел, суры и аяты. Ладуан. Суры и аяты. Я вам говорю, вам читаю суры и аяты про хиджаб. Все, давайте слушайте. Абусар Давайте. дин сити куч, Суры и аяты. гумас, Дальше идите, я вам расскажу конкретно. Как подвязаться, что должен должен. акварт, Ладу, как он должен. والله Как واقواش он بيان должен. ياش واقواش Сура, بيان ياش Коран, аят. Все, واقواش хотя بيان бы ياش واقواش بيان отсюда. حنان Сура, аят. Ладу, что? حدين دول قود حنان Ладу, يد как بيه он بيان должен торговать يغنى арабский قرص федералистический. حقنوي يدي قرص Арабский حقش بيان ياش федералистический قرص трен حقش Хузаду, بيان ياش имя Волмар, كوارت Лаци, بوكس Хавай, كبير بوكس Кедалин, Хавай, там должен حناني должен حيلو торговать. حناني كوارت بوكس Санан, دنيا بيان Санан, ياش Санан, بيان ياش Аида, بيان ياش Садеба, بيان ياش Аида, بيان ياش Кубуков, إيش بيه يشو Ладу, إيش что? يوريو شو Алло, شو يورو алло, بداية алло, يوحكا يلتقى алло. Окей, دين у него سيسا еще بغايت كنا Окей, سلقا один دين ел شو еще тебя, شايك это все نرشوخا киша делал. هولوخا شو Окей, تعبوا ходил к أسبوع мирью, окей, думаю, нет моих ключа. Я شو гладу, что اسكناس أصوات تدري, да я اسكناس скажу. والله Да بالله я скажу. قرطوش تعبا قرطوش ميات مو دين مامتي. واد سام بدأ بالله ليش وأورا طيب تشتغل يوم عادة أسكن عيدا. سنحب طيب عليه سنة ردوا شوي. وساسيت قيدر يا ترى أيوة هذا لا جيما نقطة ولا لا فيه أولا ده عايزين كده. جيما نقطة ولا لا عايزين بس خطوة بس بدأ بالله. عايزين قوي. عايزين قدر غيرنا. برا حنين خولور برا عيسون عايزين خولور برا خطوة شوز مع أبو محمد رميل فوق بدأ بزمو. عايزين قدر بدأ بزمو. كيف بس يبيله لوشه. ردوا شوي. عشان دوزتهم دين. سو حيلو ناني إدانا يسون لا على سنان يلو أصوات شو هالرياية إدات يا جيش اشترجع يا جودر قصنا عقديات أنا حيجي يشجع بالو برقص حيجي يشجع بالو برقص عدين حسن الكبرى شغل حيجي أسبوع الشيشة تقول حسن يومي حيجي مع الفلوسون يبوسوا بالليل شو ايش هو عدين كبرى شو تقول ايش فتحتوا على أسحيوني تريو شو نبدق حكينا الكونشن يا حكيتوا شعرين حكينا الميكروفون الكونشن تسكتيها يا زين بورصة تاع فرنسا تاعني على زال حكينا يا زال وكان ياكل نشاط في نص عندك عجائب ويني بيتزا ده سو نقطة الحمد لله Dayalan açlıyla, Sukoran suret ayet büyüştü, şneli. Yekatsın içmişler. Dayalan, mund, ama yelo. Так, от пидорасин, и пидорасюшун, эстабошун, ца, я хумадачун. Харвай демократию бошун, пидорашац, и брашки, шни брашки, шу пидорасю бо, шушаешь, и бодек новчик ома, даца ходишу. Эш микрофон, знали, наган бодек, эздадуется дух, ключардуется, арбусал диндует пидорастический, арабский. Лей амалях был, диндать, новчик жудаш, ты сидишь, и шлешил. Как занял пидорашац, kie чишандела, это арбо шуты дайо, шенкига дойч, жим киди киетри, наёш себя. Киди бочкана. Дэй, шит, койча кэчкана, ти деш наёш, цар арбо шкига дой, и киегдар дой, маза дой, хабо, войнага нюка, киег дой, чиё шо, шамелэр, молли. Микрофон, шеш, дайо орю. Шу киега, кшучу, майер. Шу цахил, хулка дац, эшаркам бяхдаш, ну. Мас сумеет я богек, ходадиц волюч. Има али, вишт ма али. Дера, шама дерда эл, унцошну, хокига ю элдиштец. Хопидарас ю элдиштец. Хокига дойч, леш малю эч, хокига дойч, леш малю элдиштец. Шукига дой, кушта. Хайянсун. Нани, дай,
شدنا دا شيء طاوي ليلش إيش باباي كشر حلبا جاكل شو بوش أهم موضوع نوفتي قوم سيم شداي أوردايتشون أما هدين أدوزي تردوكشون شامدر حجاب على فلوسر دوي هرمون يد ما يد خشود كيك شاما يرو غاц مشكلة يجن شين كيدا دويتش ليه شو أرسون كوشا يك شو موديلا أيك ما يكلا مودак أميت شايلا باغونا شاتان полка сам алия широ шмель غاцкий дилершдуш трехярусный четырехярусный найдите ежевич хайкеган давоч хайбаган давоч хайдиран давоч лишь мудак ёк это куклива камадела куча шмель يوزن ششاش هربس خاناري اشبس خاناري زكي عمداري ديل نعلت نوخشي ديل نعلت خلوشو شو آملنا شو بوصلدنا اش ماليوش بول ازغاسكش بيشكي بر اي يامتنا اش اربخن اش بوشي قومد اش تتشل اي خارцو اي بيغل اي تشبخ اش خي خجاب على فلوسو دو هيج شو عدسا اي شو خجاب يزغير شوازي كجاتا وشاوي كنن درميز هذا التعبيني 150 مليون وغاز بوشون كوارتوش داخ تير دق ايدا هلك بيه شيشو ناخدلا اخش بشواتي وش خش بشواتي شيء بعد قاعد يتولد شريك يقول ناني دايلس سورة آيات سورة آيات еще كنت قاعد يتلش ودات حوي ايش تسوي براكي جاب الأحزاب 33 سورة 53 آيات السودل إيلر باغا بوخ نوخشي دازندو عيدل دوي نوخش الله بوشتو шост би адам бе бачун сега. Это значит 44 пункта. Имел дол Коран Иславен Юлданича, имел дол Хадиш, имел дол Жуш, имел дол Арбой, Бубов, Муцер, Эйна, Шост, от 44 пункта. Шост де адам юка дол. Хекал, дюнал, ценал, нису, юй, цанна хума юка хидас, Арбу хума юка. Я Коранча, я Суриша, я Хадишу. Это что? Вот Аль-Ахсаб, союзники, 53 аят, 73, 33 сура. Цакешек, эти хадали, надо еще Арбу Мартабушуну. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ذات تيزة تيجيال غير ذات تياشو إبرور موش نير داعيش زد الكيبي بزكيش بعد عربو موات هر إلا أن يتحنى لكم نفس ما تبيشو دو اسمهم يا شوي تعمون ديركم سورة 33 53 آيات. Вот уже хотя наш специалист проверяет меня, но мы всегда всем даем проверку. Да. Но в чем это душу тебя Милварева закрыла, Руслан закрыла, президент независимой республики Шалаши. Что барк, шабл, мот, нох, абелбу, новчему, вот новчему это дизель духой. Да, я что наша падала. وداو جاش مدولتون داو وش عربو جوجح تاغوغيلي داو نحلات مولتون غاسقي جوجح تاغوغيلي عربو جوجح تاغوغيلي بيوكم شاميري تون هم ياشتو شفاعت كذا تسيسو نابانا ارقام خلطين اخديني мялду даже не лишь тацвой غاسقي шьёки лелил шныриш. О, те, которые уверовали. Не входите в дома пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Вы представляете, это сура и аят до скончания человеческого века. А это Мухаммад сочинил. Это вот он, прикрываясь Аллахом. Вы представляете, там только об этом и говорится. Книга священная об этом. Вы просто задумайтесь, включите свои мозги. О, те, которые уверовали. Не входите в дома. Ну, Мухаммад, Волмавела, зачем это нужно в Коране? Его никогда уже больше не будет. И цаца хилачун и Мухаммад. И надо лашун. И кега грей, и Мухаммад. Шныр шамаэлю, пидерас тюрис, кекишу. Тики бешке сидих, клич незу, клич теглиш тиадяш, чьен тиадоч, ибн Умарик, Абу Милу аль-Захирвуй, тун тиавятуш, Лялюх, Захирвуй, аль-Захирвуй, Абу Захир. Хай деля баканхеля из-за Мухаммад. Вот что ты душу. Это в Коране, это никогда не исчезнет, никто не сможет это отменить. А потом не обвинять, что вот ты так правильно не считаешь. Ни в одном месте в Чеченском писанном кодексе не написано про человека в единичном случае. Там только объемная информация про ценности. А тут именно про Мухаммада. Потому что Мухаммад похотливый пес. Похотливый, развратный,
биполярный, шизофренический, больной, сексуально озабоченный маньяк, убийца и растлитель малолетних детей, маленьких девочек, маленьких мальчиков. И сам был би, и в жопу он себе давал долбить, и сам долбил. Поэтому у него была прямая кишка полностью уничтожена, поэтому он садился писать. А эти долбоебы наши чеченские, бородатые, садятся типа Суна Музмамуда, потому что Ибн Умар не садился. Ибн Умар не садился, он стоя писал. А Музмамад садился, потому что не мог стоять. Ему разнесли в пух и прах его заднее очко. Его кто долбил? Ибн Умар. Сейчас пидоросня, цигар моя, шуетица. Так, читаем дальше. О, те, которые уверовали, не входите в дома пророка, если только вас пригласят на трапезу. Но не дожидайтесь ее приготовления, не приходите заранее. Если же вас пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь. И не усаживайтесь для разговоров. Этим вы причиняете неудобство пророку, Музмамаду. Он стыдится вас, а мы сейчас это разберем. Но Аллах не стыдится истины. Если вы просите у них жен пророка, а их у него было 11 так называемых официальных, а неофициальных наложниц, также маленьких детей, рабов, которых он насиловал, маленьких девочек и так далее, у него было неофициальных просто множество. Просите у них жен пророка какую-либо утварь, то просите у них через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их сердец. Вам не подобает обижать посланников. Зачем обижать посланника Аллаха, если его оберегает Аллах? Сами подумайте, думайтесь в этом. Как ты можешь обижать пророка, за которым стоит Аллах? Который создал Аллах, все, дуновение, мгновение ока, одним просто морганием глаз все создает. Только даже не так, ему не даже не надо моргать, ему надо просто подумать, ему надо просто захотеть, он все создает. Вы что тут? Вы что, дебилов нашли, что ли? Вы что думаете? Как вы вообще можете смеяться над чеченским интеллектом? Шуетица! Вы что думаете, если с помощью русских их штыков, их армий, их колониальной системы вы нам навяжете эту грязь, то простые свободные чеченцы в это поверят? Вы смеетесь над нашим интеллектом? Как может здравомыслящий человек, чеченец тем более, конах в это верить, в эту мразоту, в эту грязь? Какую-либо утварь, то просите у них через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их сердец. Вам не подобает не обижать посланника Аллаха, не жениться на его женах после его смерти. Воистину это является великим грехом перед Аллахом. Сами вдумайтесь, это сура и аят. До скончания человечества она так стоит. Он умер, его жены умерли. Ну зачем? Ну какого хера, как говорится? Какого, ну нахрена нужно человечеству вот это вот его жены и он? Кому нужны его жены? Он умер уже, все. До скончания века, до скончания всего человечества, до судного дня это будет всегда. Это просто вы вообще услышали этот маразм, этот идиотизм, этот дебилизм. А кто это придумал, эту суру? Конечно же, Музмамад. А как он придумал? Сейчас мы вам объясним. Потому что просто читать суры и аяты, да, там все так вот, вроде бы понятно, вроде непонятно, но надо читать тафсиры. Там так и написано, читайте тафсиры, потому что это его современники, те, кто с ним был, они рассказывают и ссылаются на хадисы. А те хадисы собрали, как мы знаем, величайшие мужи ислама, арабские ученые, которые они передавали передачки иснады. И таким образом, даже если ты в каком-то Коране что-то читаешь, ты не сможешь понять, потому что надо читать хадисы, а до хадисов надо следовать читать тафсиры. Вот так и надо изучать этот ислам. И поэтому эти мудаки все под арабские, под русские рабы, горжане, кидают, он сейчас кучу йогой. Он Коран дойдет, дойдет, эшмел, волмалши, голшатан, дайт, кучачуэ лой, арбуш сани. Цай нудик дойдет Коран. Дадин. Ауша Альша, юхаскаш, он битки, радата, дух тохара, ногчиши, Коран дой, вот так вот, как вам есть говорят. А ногчиши, ты блюстители так называемой ценностей чеченских вот этих вот, ценностей в плане того, что блюстители нравов из ЧДП, из ШВД, шутиван шубоэс, эшнохши оман, боды даца дючи. Следующий даца эрцедул. Кет агелчен, иш тхаз дюца акцакет, акокет ицун, шедабовсник хабу, шилай амара, лячочен. Тун да алдез, эй, хоким агелшни ю. Хоким дойт хумю наост. Холлай ю даяла нага нюкет. Хонага нюка дош ола, дош олита, дош ица гумяца олишт. Дай амаля вот эти штаут, цусите клич сауэц, и верят сауэц, и кот бакет сауэц, и ватау сауэц, ну шершин леген дождусь.
Sindaos, Olevu, Halway, they small, holding a net photo, hey, it's Malola, Australia, almost. You know what you back enough. So that I send you that lay shats and guys, where you. Hakiyekle komünadies, hakiyekle komundu. Hakiyekle şelvo şubuz Mahmudu. So şebaba şeyde translates bo. Oran Zerkstein ibo kudu kayışım. Madar aldiz. Şeyde muzlats bo zu bagadwali. Oran Zerkstein avşiş bo zu şit. Akşuş çünkü hava tamulil şeyde nano zitepiş. Şeyde nanoy. Doyar boş, buhar boş, yaşma boş. Açımeli olşular, şneylaçın guştat. Сойнани, сойда, церквок и цазен пелбуй, от маркелер, бюгали, от музмамади, мелдол ардахери, мехдац, от скипер, кига, лёпен музмамад. Кайдишу, кему галдишу. Es мухкудитеру, хар музмамад, арбо юк, рёцан алелю, хабошука, кивак, шамерю, там ситеклич, муху ситеклич, и кик, дойч, баквич, лелю, лашнит, от укхах, куа, битбош, лелю, hermund. Харуй, es лара, целара. Es de Lorenz kijk halabech, wenn awal, twinch du da kijk halabech. Ilamas huyu tsakaka. Первая сура 7 аятов. От рождения до конца одно и то же ты читаешь. Первая сура 7 аятов из первой суры. Ну как можно быть таким дебилом? Говорит, чтобы всю жизнь это читать. Всю жизнь ты читаешь и даже не понимаешь, что ты читаешь. Ты же идиот. Ты как можешь смеяться над чеченским интеллектом, что ли? Ты придешь, необразованный дебил, мне будешь объяснять, гордому, образованному, всего достигшему чеченцу, что это истина. Одна истина в одной книге. В этой педерастической книге, Камасутре арабской, которую уже заранее до них думали индусы. Но у них хоть с любовью это Камасутра, там нет насилия, там красота. Там это какое-то блаженство, доставление удовольствия. А тут же насилие одно. Блядство, распутство, насилие и гомосексуализм. Насильный гомосексуализм. Насильный, вот, насиловать людей, мужчин. Гостеп Крикса включите. А сейчас мы будем читать тафсиры. Мы зачитали, а сейчас мы объясним, что такое хиджаб. Госдеп Крикса включите. Так, сейчас мы нашим техническим модераторам передали вашу просьбу. Крикса включат. Крикс наш это скандинавский ворон. Подождите, это чеченский ворон со скандинавским окрасом, да. Так, пришел Крикс. У нас в гостях Чечня, Ширлам. Ну, короче, нормальные ребята здесь собрались. Нормально. Так, читаем тафсир. Абу Адель. Это про хиджаб, потому что мы это все объясняем, чтобы донести про хиджаб. Мишаю, ашли. Хейдойтхом, мишаю. Лей амаля, лей. Я хушаю, даеванис. Кирак шамерил. Хардаядин чудилар дофрон, асвет дабахон, соун и боши. Окей агион, окей дойтхомион, абада. Хайде, цамзляц, лишо, музмамуда, ален, отские парсиден, бьехум юко. Лей амаля, лей. Растешь, как халабяч, да, всю жизнь лей амаля, лила решь, лей юко, отские пар, бьех, кира юко, кему гадишь. Хон, хайол, лей гайол, нохчиш, гайол, бокуил. Листрил, хадиц, хайбодедеш. Так, ахун килоч, дочь, я ардице, глаш, дочь, я ца бух балуш, бо, да я нашли юко, чо, бьех богатитен. Шиозит еш, шукиракш. Вайозит аюда амула. Аллах, он из велевен, госдеп, вайц, ю, Сенату, Конгрессу, инзали чудят, ахчаду, НАТО, вайцу, иншалла, рахман, атакам, сючияч, даб, хаска, маутару, ахордушу, гую. Сиря, шуэты, это кидаутарю. Сиря, шусенил мундиш, из ошаяч, гаскаш, ошаяч, ушун. Элех, уайт марио, шейдати, русский православный ахлусунный джихад хадел. Но губ дачина, все уже, не получится. Американцы поняли, что к чему. Евреи поняли, что ваша русская православная крусуна, она мешает еврейскому государству. Еврейское государство стало союзником чеченцев. Они поняли, что нас подмяли, что империя, так называемая Русня, нам впихнул этот ислам и использует нас в своих корыстных целях, что мы представляем угрозу Израилю за то, что нас Русня подкидывает. Поэтому у нас тесный контакт, скооперировались. Очень хороший контакт с еврейским государством, а также с еврейскими лобби, которые находятся в Соединенных Штатах Америки. Они четко видят ситуацию, прослеживают, отслеживают и мониторят. И помогают нам.
Потому что мы знаем, что мы на правильном пути. Мы говорим правду, истину доносим. Так, читаем тафсиры. О, те, которые уверовали, не входите в дома пророка. Это Абу Адель тафсир. Если только не будет разрешено вам зайти в них, когда вас приглашают к еде. Но не нужно приходить заранее, чтобы сидеть в доме пророка, ожидая времени ее, пока пища не будет приготовлена, и этим самым ставя пророка в затруднительное положение. Пророк — это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Но когда вас пригласят, то входите. А когда покушаете, то расходитесь, не вступая дружески в беседу между собой, оставаясь в его доме. Поистине, это ваше ожидание и задержка в его доме причиняет неудобство пророку. Но он, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, стыдится вас, не просит вас уйти, хотя и это является его правом. А Аллах, черный камень и верховный истукан арабов, Аллах не стыдится истины, потому что Мухаммад прикрывается Аллахом, он же его выбрал из всех более 360 истуканов, каменных идолов, и, прикрываясь им, рассказывал свои сказки, похотливые, розовые, влажные. И говорит я вам, чтобы вы стали еще более благонравными. А когда вы просите у них, у жен пророка или у... Зачем человеку просить что-то у жен пророка? Но он даже и об этом подумал, потому что он же такой же, он думал, что все такие похотливые мерзавцы, как и он. Поэтому он, исходя из своего видения вещей, выдумал эти аяты и суры у жен пророка или у верующих женщин. Какую-нибудь утро, то просите их через завесу, которая разделяет вас с ними. Это то, что было перечислено вам. Чище, дальше от наущений сатаны, для ваших сердец и их сердец, сердец женщин. Только о женщинах. Весь Коран, сура, аят, промежность, влагалище, менструальный цикл, дети, маленькие дети, безумные мальчики, насилие, задний проход, только об этом и говорится в этом Коране. И не подобает вам причинять обиду посланнику Аллаха, но при его жизни и никогда не жениться на его женах после него. Даже умирая, он говорит, что жены его никто не может игнорировать. Это же то, что мы видим сегодня. Эти все мусульманские страны такие похотливые мерзавцы, поэтому они любят этого пророка Мухаммада, что это арабская культура. Потому что они ваши матери. Вы представляете, что он говорит? Он как прикрывается, этот Мухаммад? Что если он умру, он говорит, на моих 11 жен и также на моих наложниц никто не должен посягать и смотреть, как на женщин. И как он это подкрепил? Он подкрепил это и узаконил так, потому что его слово было закон, потому что он был самый главный разбойник. Он говорит, что все мои жены, его жены, это ваши матери. Значит, они все матери нас, так называемых мусульман. Если я мусульманин, значит, Хадиша, это все там, Аль-Бит Саям, то там Айша и другие, они мои матери. А как она мне может быть матерью? Если она такая же грешная, это сами говорят, все грешные. Тем более в Коране написано, женщина самое грязное существо. Мухаммад наблюдал, увидел менструальный цикл у женщин, сказал, они исходят крови, их надо в ад, он сказал. Ни в одном месте не написано, что женщина попадет в рай. У Мухаммада. Потому что он их считал грязными существами. И он знал, потому что он был заражен вирусными заболеваниями, именно полового характера. Потому что он как сказать, у него были беспорядочные половые связи, и поэтому он болел. У него был сифилис, у него был трипер, у него был гепатит А, гепатит С. Полностью он всем болел. И поэтому он просто ненавидел этих женщин. А потом его долбили еще в задницу, потому что гомосексуалисты все долбятся в задницу. У него была прямая кишка разбита, и он не мог даже какать. И поэтому он не любил женщин. И он им сказал, вы истекаете кровь, ваше место в аду. Ни в одном месте он не говорит, что его мама хорошая. Ни в одном месте он не говорит, что его дочери хорошие. Он педераст, видите что? Он педераст. Бюху мыс. Как его можно возвеличивать? Как его можно обожествлять? Читаем дальше. Потому что они ваши матери. А мне его жены матерью не являются. Потому что он их насильно брал в жены, насиловал. 9-летнюю Айшу, в 6 лет он пошел просить ее, но ему сказали, подожди, еще она маленькая. 9 лет он ее изнасиловал. Он ввел свой половой член, его маленькую вагину, понимаете? И как есть надо это говорить? Маленького ребенка он изнасиловал. Он изнасиловал 9-летнюю девочку. И после этого этот мудак, этот мерзавец, раститель малолетних детей Мухаммад, арабский бедуин, который с говном в заднице ходил и потерялся 3 камешками и стоял раком, когда какая-то битва приближалась, он становился раком, боялся просто стать мужественно принять бой, отправлял других. 2 раката всегда делал. А раката — это первая сура, обратно возвращаемся, 7 аятов. И этот мудозвон,
будет говорить, что какая-то маленькая 9-летняя девочка, которую он изнасиловал, будет моей матерью? Вы что, идиоты, что ли? Вы издеваетесь над моим интеллектом. Вы думаете, что я буду в это верить? Даже если весь мир в это поверит, я не поверю. Вы просто принимаете людей за идиотов. Не надо смеяться над чеченским интеллектом. Чеченцы очень грамотные, умные люди. У них даже если бы не были они грамотные, умные, у них есть логика. Они наблюдают за природой. У них есть свой кодекс все-таки, чести, свод правил и законов. Есть морально-нравственные ценности, морально-нравственные принципы. Потому что мы люди. Не на страстях, не на похоти, а на высших ценностях человечества. Конечно, честь, достоинство, право, свобода. Это наше, а не вот это вот блядство. Читаем дальше. Женитьба на его женах. Велико как грех перед Аллахом. Это закончили толкование от Абу Аделя. Читаем толкование Асади. О, те, которые уверовали. Не входите в дома пророка, если только вас не пригласят на трапезу. Но не дожидайтесь. Понимаете, ни один здравомыслящий человек, тем более нохчу бошел, так будет нохчища, бусал бошел, так и нохчих или еще вас. Бусал так ху адича багдельча, кегдича, кеку ауача, ситекича, лей амаляча, хач аузадача бу. Сочинан хайзушхальча и килоцу. Езучин ситекича и килоцу. Шин кегдича цотилоцу. Бусал тагу, ислам это переводит. Покорность, повиновение. А нохчу не может быть таким. Это против нашей натуры, против нашей сущности. Мы не можем быть рабами. Это не наше, это фундацис. Тот, кто говорит, что бусал, нохчу, это невозможно. Это две противоречащие друг другу вещи. Это как белое и черное, они не могут смешаться. Толкование Асади читаем. О, те, которые уверовали. Не входите в дома пророка, если только вас не пригласят на трапезу. Но не дожидайтесь ее приготовления. Не приходите заранее. Если же вас пригласят, то входите. А когда поедите, то расходитесь. Где тут нохча лицаница аси, шуматы? А я не ну, это смысл, какой вы сейчас увидите. Мяркай боч так хлейс, мяркыш, шесин пас хлей, так шесин пыш хлейс, осел так хлей, ямер так хлей, бюр так хлей, музмама. И луни так хлейс. Но не дожидайтесь ее приготовления, не приходите заранее. И тогда я швычу музмама. Его чего еще соглашусь. Вещи зуд чахлёш, а еще что все вещи я айцани ай оски пор бьют так хлейс. Он говорит, что вещи я хейзина цо, что вещи зуд цо хейзина массаки кидатис. Хейзина боку духайшун. Так зуд кепи зуд ярзёй. Нюц алицани хейзин тагукус. Ах, и мухур вой моти лочи садуху. Не я шешитин дай тагукус хватин. Айша и ню. И чё ешо цон айша яцу хейзину еще пячу. Халден балит, швейцам, гачцане, сифилис, трипер, клик, енё, Фатима, которая полубольная была, потому что они все от больных они были. Продал он ее, Шишичин Яхкахцу за Колым, за какие-то там, какой-то там у него был этот панцирь, не знаю, подожди, кольчуга, за кольчугу, да. Он продал двоюродному своему брату, а тот ее использовал как рабыню, она умерла от непосильного труда. Там же написано в хадисах, она всегда была черная, измазанная, копотью и дымом от костра, от этого чан, вокруг которого они там в этом шатре все готовили. Маленькую девочку тоже он продал. Вот скепер, бьё, пидорас, это бьёху. Ямы, вы похотливый. Ну, да надо бьёху мне не так. И что, хапалин, что нахрен, что хавалин, туда цаумера. Тем более, еще ногчи елар, еще хазбёшер дорогу. Гараскаш дез дезагдеш леш, ну шо? Гараскаш элегдеш, от гараскаш кик шдадеш леш, ну шо? Гараскаш кик дойч, хохту яцачи, ногчиш баггаздеш. Шенкик дойч, ногчиш баггаздеш, ты шо пидораш, я шмею. Сверху зады, заднеприводных. Истаэч, и аэрилдац. Только таким языком с вами говорить. Прошу прощения. Нормальных, здравомыслящих, чистых, воспитанных чеченцев, я прошу прощения, но с этими пидорастами только так можно говорить. На доходчивом и понимаемом ими языке. О, те, которые уверены. А тот, кто говорит, блюстители нравов, которые в ЧДП сидят, вот и Брашки, Шмибрашки, все эти пидорасы тоже, Исламовый, вот эти вот бывшие депутаты, Заки Ахмада, все, вы все тоже пидорасы. Что нахрячу, что кивачу, что нахряешь, Бог да. Вы превращаете любую площадку в богадельню,
и в болтовню. У вас нету цели ни идеи. Ваша цель и идея – это просто забалтывать и видимость создавать. Мышиная возня от сюда. И вы гоняетесь за грантами. Вы завидуете, что Курочкины гранты получают, потому что они были пронырливы, проворны. С ними работает ФСБ, их вводят в Еврокомиссию. А что пидораш? Це що подарят там говорит, что пидораш, маешь? Что хайкал дать, на, они хуёвило. Значит, вчера, что там какие-то рыбош, я что нахер, что ты хочу, что интеллект, что вилк дать, что бога, мозг, Салав. что что пидораш, Салав, что брат. брат. Брат Саров, тебя здесь, ну, мне писали личку, здесь зашли наши братья Яхуда, да, из Масада, из разного. Ну, если захотят, они поговорят. Так они тебя слушают и просили на русском, потому что некоторые слова, говорят, не понимают. Ты можешь говорить все, как говоришь на чеченском языке, и эту матотерапию, она очень даже приветствуется, но при этом было бы желательно на русском языке. На русском языке. Хорошо, блин? Тут еще руки поднимает. И, кстати, Маша Душмусая. Интервала перебитого, да. Просто Всё, мне понятно. пишут несколько, поэтому. Ну, понятно, все понятно. Мы просьбу, конечно же, удовлетворим. Но мы должны иногда вот тоже переходить на родную речь, чтобы наши педерасты, так называемые, не наши педерасты, а русские православные оплюсонщики, кверхузады заднеприводные, рабы Русни и рабы Алляха, а также рабы арабов, которые Аллах является рабом Русни. Вы представляете, какая-то цепочка там вырисовывается? И самая похотливая вот эта исламская так называемая идеология, религия, музбявода, насильникам, они под ними дальше они идут цепочкой, рабовладельческий строй, понимаете? Вот? Рабы, рабов. Лей амаля, лей шибовой, кымацебов, кицумацебовой, кымацебовой. That's a lot of Habib Lopez of Tree and Otahachi Shungerish. Nofchi Matbisa, Nofchi, you are Nofchi, I'll do Nofchi, Akora Sur, I graduation, a little order. Nofchi, yes, Omotaki, yes, Schmidu. وايش مودين قمل Afrika Estibo, Saka Sur, قصدين دو قمل صديش Afrika Bichusa. Lado Fua. بوتين حدر Окей, ماترينسكي это كابитال вот صاحبين حدنيا قلت لي я صاحبين Sur, я читал. هذا ليلوش شو ماترينسكي كابيتال حيزوت شو كايوش صاحبين Вот и зубы Петербурга. Поляч, Sur, يا لا كي قاعد قصبلا كي دير дом. Общий дадим ему слово. Говорите, мы вас слушаем. Говорите, ФСБ 95, говорите, мы вас слушаем. И ник у него, говорящий такой звучный, ФСБ 95. Педераст, кверхузат заднеприводный, русский раб. Мы вас слушаем, что он говоришь. Говорите. Канал Чухуаса, говно. Стабильно вас, мудак, записали уже давно, и вас обязательно закинем. Говорите, почему убегаете? Говорите. Куда вы делись? Вас не отключали, говорите. Хорошо, продолжаем про суры и аят и хиджаб. Шунгушту хоми вахва. Шейх хадис, хадис шума дачка. Шнель мои лей Ты заметил, что он сказал? Он сказал, я с тобой любовью буду заниматься. Ты это не услышал, да? Да, так как ты с ним рубился, да, и я как психолог не стал скрывать, но мне так хотелось оказать ему помощь, вижу, что мой пациент. А еще вот что, касательно этих материнских капиталов и вот этих детских пособий и по инвалидности. Как ни странно, я вот что скажу, уезжая из Чечни, говорят, что нас на бутылку посадили там, или нас преследуют и так далее, бегут из Чечни, просят здесь лживые, фальшивые убежища, называется Азуль, и после этого, как получают документы, типа пострадавшие от России и от Кадырова, едут в Россию, делают себе инвалидность, получают пособие. Я знаю, клянусь тебе, брат, есть несколько семеек, которые просто штампуют детей, им похер, извиняюсь за выражение, им просто похер на воспитании, на то. Одни там гуляют, вот эти тут гуляют, отец такой будулак, мать такая будулачка тут, понимаешь, и все они верующие, и в Чечню ездят, получать материнский капитал. Вот я, например, тоже многодетный отец. Я ни одному ребенку не сделал это гражданство. Хотя мои дети
100% все граждане Евросоюза, да, Норвегии и Германии. Ну, мне просили, сделай себе вот эти документы, заодно детям будет гражданство двойное, будет капитал, там можно оформить это пенсионерство. Я это не сделал. Понимаете, такое лицемерие, это не по мне. Мне просили, действительно, но я это не сделал. А вы приезжаете сюда, в Европу, занимаетесь вот таким бредовством. Понимаете ли? Ни чести, ни совесть, ничего. Ты не по адресу зашел. Ты не по адресу говоришь, что мы здесь делаем какие-то материнские капиталы. Нам здесь это и не надо, понимаешь ли? Сами можем прокормить своих детей. Мы не дармоеды такие, как твои братья-мусульмане. Обращайся, вон, в группы иди, там, мусульманские, да, которые, их очень много. Критикуй там. Салав, ты делал какие-то капиталы? Я не думаю, что кто-то из нас тут капиталы делали. Здесь сидят люди, которые реально кто-то пострадал из-за своей идеи, из-за своего мнения или из-за того, что он инакомыслящий, но не точно здесь сюда приезжие, чтобы чисто покайфовать. Здесь есть люди, которые пострадали от этого режима, и им пришлось уйти оттуда. Потому что есть такие, как вы, рабы, двойные, тройные рабы, у вас уже много у вас ориентации этого рабства, понимаете ли? И такие, как вы, не дали нам жить. И поэтому таких, как вы, сейчас нам сделали рабами. И такие, как вы, рабы, недовольны, что мы не такие рабы, как вы. И вы озлоблены на нас. Но в душе вы хотите быть такие, как мы. Вам бы хотелось бы такая смелость иметь тоже. Вот представьте, какие мы смелые, и какие мы откровенные, и мы можем свое мнение выговаривать. Я же знаю, что в душе вы хотели бы это то же самое. Но вот это ваше рабство вам мешает. Вам придется многим пожертвовать этим. Но на это у вас душка нету. Так что сидите у себя в заднице. И не нам говорите, че какие капиталы. Это ваши мусульманские капиталы. Вы везде бегаете за капиталами. Вы, я говорю, сбежали ради здешнего капитала финансовых, да, социал-амт или еще что-то, вот этих денег, вы сюда прибежали, потом бежите туда-обратно за какие-то там капиталы материнские, российские получать. И вы вот так бегаете. Вы дармоеды. Вы короеды. Вы ничтожество. Вы ничего сами не можете делать. Да, мне жалко вас. Но при этом не забывайте предохраняться. Когда жалуетесь, что у вас много детей, их надо кормить, и что надо получить капитал. Предохраняйтесь. Тем более в наше время есть много возможностей. И тем более не будете платить тогда вот таких дебилов. Наплодите одного-две, да, и присматривайте за ним. Воспитайте из них детей. А дела, чуаго, капитал взял больше, да. Салав, ты у кого капитал взял? Бяхку била, извиняйся, я чуть-чуть сегодня не стою ноги сегодня, брат. Да. Дорогие друзья, да, прошу прощения, этот мудозвон, русский по-русски шнырь, так называемый музмаманы, чеченоговорящий. Вам интересно про хиджаб или, может быть, зачитаем тему сегодняшнюю? Я вам даю возможность. Кто хочет, просто может сказать. Кто хочет, пожалуйста, скажите, я как бы ваш покорный слуга, там Гусов, Шунтоман, да. У нас была другая программа, но этот шнырь зашел, и мы как бы вынуждены доказывать ему, что хиджаб это блядская одежда арабская. Поэтому мы как бы читали суры и аяты из Корана. Если кому интересно, мы можем дочитать до конца, но у нас другая была сегодня программа. Кто как что скажет, мы вас слушаем. У всех микрофоны включены. Да, брат, дочитай до конца, только на русском языке, если опять слышишь, да. И после этого можешь дальше ту программу закончить. Хорошо, Аллах Акбер. С помощью Аллаха милостивого, милосердного. Аллаху Акбер. Бисмилляхи рахмани рахим. Аллаху Акбер, Аллаху Акбер, Аллаху Акбер. Аллаху Акбер. Аллаху Акбер, Аллаху Акбер, Аллаху Акбер, Аллаху. Читаем дальше. Так, толкование Ас-Саади.
О, те, которые уверовали, не входите в дома пророка, если только вас не пригласят на трапезу, но не дожидайтесь ее приготовления, не приходите заранее. Если же вас пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь. И не усаживайтесь для разговоров. Этим вы причиняете неудобство пророку. Он стыдится вас, но Аллах не стыдится истины. Если вы просите у них жен пророка какую-либо утварь, то просите у них через завесу. Вот тут уже начинается про хиджаб. Это когда он сказал завесу, чтобы к его женщинам не заходили. И тут уже есть логическая цепочка, где он начинает выдумывать хадисы, то есть где он выдумывает суры и аяты, а потом это все передается в хадисах. У них это первое упоминание. У них через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их сердец. Вам не подобает не обижать посланника Аллаха, не жениться на его женах после его смерти. Воистину это является великим грехом перед Аллахом. О, правоверные, не беспокойте посланника Аллаха, если только вас не пригласят на трапезу. Но даже в этом случае не приходите заранее для того, чтобы дожидаться ее. Не отвлекайте посланника Аллаха от насущных дел своим присутствием, дожидаясь приготовления еды или бесполезными разговорами после трапезы. А посещайте дома посланника Аллаха только с его разрешения и проводите там ровно столько времени, сколько понадобится для разрешения ваших насущных дел. Не тратьте понапрасну время посланника Аллаха ни до трапезы, ни после нее. Затем Аллах сообщил, что смысл этого предписания, Аллах сообщил в том, что бесполезное времяпровождение удручало пророка Мухаммада и отвлекало его от многочисленных домашних дел. Ну тут же только говорит домашних дел, а как мы знаем, он ничем не занимался. Ложь на лжи. Однако посланник Аллаха стеснялся попросить своих сподвижников, и сейчас мы объясним, почему он боялся, потому что в тафсире все объясняется. Однако посланник Аллаха, тут очень интересный момент, это сейчас вам понравится, я знаю, я чувствую, что вы уже такие прислушивались. Однако посланник Аллаха стеснялся попросить своих, стеснялся, на самом деле он боялся, они заменили слово боялся, но стеснялся. Попросить своих сподвижников, подождите, где этот мудозвон, вот этот русский подрусский шнырь, ФСБ 95, вы с нами? Вы слушаете правду про ислам? Вам ни в одной мечети это не расскажут. В ваших мечетях, русских, православных, ахлюшкинских, никогда эти суры аяты не зачитают. Никогда. Они будут только читать то, что им говорит ФСБ. Читать. Они никогда эти суры и аяты не читают. Но, тем не менее, это суры и аяты в Коране, в вашем священном Коране, арабском священном Коране, который никогда не сможет никто изменить до скончания века и до судного дня. Дорогой ФСБшник 95, шнырь под-русски, кверху-зад заднеприводный. Мы знаем, что вы нас слушаете по другим никам, но это мы доносим для вас, и до вас, и до таких, как вы. Потому что вы лжете, и каждое ваше слово – это ложь на лжи. Так, читай дальше. Стеснялся попросить своих сподвижников. Значит, стеснялся, это боялся. И мы вам сейчас покажем и докажем, и заострим ваше внимание. Попросить свои, потому что мы же специалисты арабского мира, Корана, суры и аятов, мы специалисты ислама, мы специалисты по Аллаху, мы специалисты по Мухаммаду. Попросить своих сподвижников покинуть его дом. Подобное стеснение испытывать все великодушные. Смотрите, как он прячется за этими словами. И гостеприимные люди. Как он может быть великодушным и гостеприимным, тогда как буквально 3-4 предложения сверху он говорит: не приходите заранее для того, чтобы дожидаться ее трапезы, если вас пригласили поесть. Не ходите к пророку, если только вас не пригласят. А если даже вас пригласили, тут же написано, даже не я сочиняю. Приходите в то время, указанное для того, чтобы прийти. Дойдя, поешьте и уходите. И тут же он сам себе противоречит и врет, потому что слово «бояться» он должен как-то объяснить. Не отвлекайте от насущных своих присутствий. Подождите, не беспокойте посланника. Он был великодушным и как тут написано, гостеприимным. Вот, подобное стеснение испытывают все великодушные и гостеприимные люди. Но Аллах не стыдится истины. Кому-то может показаться, как, заостряя ваше внимание, как может быть этот человек, который пишет чуть выше такие вещи, быть великодушным и гостеприимным. Видите несоответствие? Просто взрыв мозга, когнитивный диссонанс, противоречие на противоречие, ложь на лжи. Великодушные и гостеприимные люди. Это все как и арабы. Арабы такие же лживые мерзкие люди. Они вам говорят одно, с улыбкой вас встречают, обнимают вас, только как вы повернете им спину, они вам нож в спину. Нож в спину, понимаете? Ножом в спину они вас распарывают, убивают вас. Такие они подлые, мерзкие люди. И гостеприимные люди. Это в их культуре просто. Мы не говорим, что это плохо или хорошо, мы просто знаем, что это так, и мы понимаем такими, какие они есть.
Мы не призываем ни к ненависти, ни к нетерпимости. Ну, просто мы говорим вещи, называем своими именами. Они такие, это в их культуре, они бедуины, они в списках. На это построена и зиждется их жизнь. На предательстве, потому что там нету воды. За этот колодец в Оазисе друг друга убивали. Потому что даже между арабами они друг друга резали. Вы что думаете, они вас будут чеченцев принимать там? Они никого не принимают, он даже своих близкородственных арабов не принимает. Этих палестинцев они не принимают. Эти иорданцы не любят саудийцев, потому что это племена. Саудийцы не любят иорданцев, иракцы, Ирак не любит всех сирийцев. Ну, как они могут любить чеченцев, тогда, когда мы совсем другие люди? Мы с другого места, наше географическое расположение другое. Мы в горах живем и в лесах. Же не в пустыне, в арабских этих женских платьях вот с этими задницами, которые выпирают. Мы же не смешиваемся, как они с одного племени живут друг на друге, женятся на дочерях, на сестрах, на двоюродных сестрах. Мы свободные люди, у нас есть долина, у нас есть ущелья, у нас горные реки. Что общего между арабом и чеченцем? Читаем дальше. Аллах не стыдится истины. Кому-то может показаться, что ради приличия можно отказаться от выполнения предписания Аллаха, однако это далеко не так. Истинное благоразумие кроется в выполнении повелений Господа, а все, что противоречит шариату Всевышнего, не имеет никакого отношения к приличию и благонравию. Обратно, игра слов и противоречие на противоречие. Приличие и благонравие. Где там может быть приличие и благонравие, когда он вам говорит, не приходите к нему, когда только он вас позовет и не кушайте, если он вам не разжит, а тут же он говорит, что он самый великодушный. Гостеприимный, потом благонравие и что-то еще. Приличие. Поэтому Всевышний Аллах не стыдится учить своих рабов. Своих рабов. Заостряем ваше внимание. Своих рабов. Аллах. У него есть только рабы. А рабы были у кого? У Музнамада. Но Музнамад, являясь трусом, этим пакостником, мерзопакостником, потому что он боялся сказать, я это вам говорю, я вам сочиняю. Он придумал Аллах, что типа ему это говорит. Выдумал эти сказки, говорил, вы рабы Аллаха, а так как он их всех обманул, он является их хозяином. Хозяином этих всех арабов был кто? Музнамад. И все, логический круг замкнулся. Поэтому Всевышний Аллах не стыдится учить своих рабов почтительному отношению к пророку Музнамаду. И как все закрывается в одно целое. Аллах говорит, вы должны почтительно относиться к пророку Музнамаду. Все возвращается на круги своя к Музнамаду и в его промежность, а также его задний привод, задний проход. И разъяснять им предписания религии, которые принесут каждому верующему великую пользу. Таким образом, в начале аята речь шла о поведении мусульман при посещении домов посланника Аллаха. Затем Всевышний научил правоверных тому, как они должны, как Всевышний их учил. Это же Музнамад сочинял. Аллаха никто никогда не видел. Это же черный каменный стукан. Из более 360 мекканских идолов арабских того времени, которым они приносили пожертвования и так далее, истуканов. Он сказал, это черный большой, он понял, он был в Иерусалиме, Аль-Кудс, видел еврейскую религию, христианскую, сказал, надо это все упорядочить. Сочинил, сперва он дружил с евреем, потом он уже потом с евреями не дружил. Сперва он молился в сторону Аль-Акса в Иерусалима, потом он, когда его евреи не приняли, хотя он сочинил историю, что он от Исмаила, от Израиля, там у них два брата, там Ибрахим, как там, Авраам, черт его знает, еще какие там, да. Если надо, подробности я вам расскажу. А евреи не дураки, они сказали, нам не нужен бедуин. Он пришел с пустыни, у нас свои пророки. Потом он им объявил войну и начал молиться в Мекку. Потому что он понял, что нужно свое священное место. А наши чеченцы, дебилы, так называемые чеченцы, но чеченоговорящие арабы, рабы русских и арабов, вместо того, чтобы поклоняться своей земле и своей родине, они молятся в сторону Мекки. Их священная земля – это Саудовская Аравия. И самое священное место – это Мекка и Медина. И это Кааба, черный камень. Это тот черный камень, на который женщины арабские того времени, которые хотели иметь детей, не могли рожать детей, приходили и свои половые органы мазали. Когда у них был менструальный цикл, они залазили на этот камень и мазали своим менструальным циклом, своими вот этими кровяными выделениями этот камень. Потом мужчины приходили, свой половой член об него мазали. Иштхилду из. Ну как вам еще по-другому сказать, если это было так? А потом такие наши блюстители нравов и ценностей, так называемых чеченских гылпш, микрофон дали, кинут шашмаил, шуб кинут шубос, эти шучены поют, а эти гашил, шуб пидораши, шашмаилил.
Какая разница, что между вами, Абдурахмановыми Тузиками, Нисо, Хасаном Халитом и вами, которого вы превращаете в любую площадку в богадельню. Вы любому человеку не даете сказать правду, вы выключаете микрофоны, вы не даете донести правду, вы не даете в спорах с оппонентом, и когда он начинает зачитывать документы, вы тоже, и вы еще говорите, что вы демократы, что вы хотите чеченскую нацию как-то вот оживить, донести правду. Все ваши бывшие так называемые ЧДПшники, это все проплаченные русские агенты ФСБ. Мурат Сулейми, Сурхо. Исламов убежал, сидит на Лиге наций, сидит русским ФСБшным агентом, так называемым журналистом, псевдожурналист, дает интервью. Все вы шныри, шулейщи бог, шукиму халдез. Ну как вам еще это донести? И поэтому мы говорим правду, это черный камень, Каабу. Арабские женщины того времени, которые не могли иметь наследство, детей, не могли рожать, приходили в свой менструальный цикл, свои половые органы, в эти кровяные выделения, мазали, сидели. А также мужчины эти арабские, бедуины, приходили и мазали своим членом, вот по нему водили. Вот эти, представляете, тут кровяной вот этот менструальный цикл, выделение, там же, они же ходили колоннами, приходили, уходили. И приходил туда, эта женщина пришла, намазываться, потому что они же друг друга не стеснялись в то время. Это приходит со своим членом, по нему мажет. Поэтому даже Муздамон сказал, если вы хотите гордиться своим происхождением, потому что они видели, члены все ходят, эти женщины голые, с грудями. Лейш, они же бедуины, грязные. Он мне сказал, Вова, иди, говорит, возьми в половой член своего отца и ухватись за него коренными зубами. Ну как такой нормальный человек никогда такого не додумается? Ни в одном религиозном учении такого нет, только в исламе. Вы что, ребята, вы что, чеченцы, дорогие, свободные, красивые, умные? Ну как вы так можете? Ну нельзя же так. Но они же явно издеваются, надсмехаются над нашей культурой, над нашей нацией, великой чеченской нацией, которая противостоит на протяжении веков такой могучей империи, как Русня, которая сотрясает весь этот мир. И вы хотите, чтобы вот эти русские, которые нас обманным путем насильно закинули в этот ислам, в эту арабскую цивилизацию, и чтобы мы верили этим арабским бедуинским сказкам. Но это невозможно. Сам Даулиш, проснитесь, сам Даулиш, он уж уехал, ты ему бог, что сама говорит, хаз хайбалцани, дагдиши, сагдиши, хаз амуды. Танахтали, давойш, кымутся больше. Будьте людьми, возвращайтесь к своим истокам. У нас есть свой кодекс, но у нас своя культура, у нас своя родина, у нас свой язык, у нас своя история, у нас свои предки, у нас свои святые места, у нас своя архитектура, у нас свои священные места, у нас своя система погребения. Мы сами своих людей хоронили, у нас свои божества. Если вы хотите так сильно верить, но я не призываю вас ни к чему верить, потому что это все человеческие сказки. Но если вы так хотите верить, ну верьте хотя бы в свое родное. Читаем дальше. Если же они хотели просить у них какую-либо домашнюю, подожди. Всевышний запретил им обращаться к женам посланника, вот поэтому они эти хиджабы начали. Поэтому хиджаб они начали, этот Муздамон начал. Но там есть еще множество моментов, но это самый главный момент в Коране, где они пишут. Потом надо, если еще нужно понять, нужно хадисы читать. Таким образом, вначале это речь шла о поведении мусульман при посещении домов посланника Аллаха. Саляф, сделать надо ремарку. Ремарку надо сделать. Не забывай. Это было по отношению к его женам. Понимаешь? А не было для других жен. Это там описывается точно. И про хиджаба там ничего нету. Там именно говорится о его окружении. Понимаешь? Именно о его женах. Да. Не забудь, это там так упоминается. И не забудь, что то, что говорят, что этот хиджаб закрывается и так далее, то как мы объясним, когда доставали сиськи и давали в рот пожилому мужику с бородатому, понимаешь? Да, это тут вообще не... Да. Да, ну, тут когда ничего... это видел, да, сейчас я вам дам завершить. Но когда Мусмаут это видел, что его жена дает эту грудь, он уже сам, зная, что он с ней лежал, провел с ней, доставил удовольствие себе мужчина. И он, боясь сказать этому человеку, что ты мою жену отымел, ты с ней имел любовные отношения, ты занимался с ней сексом, ты вводил ей половой член, поэтому там сказать, надо 4 свидетеля. Как ты можешь иметь свидетеля? Это что, семья, что ли? Это что, свингеры, что ли? Ну, он так сказал, чтобы прикрыть. И видя, что его жена дает грудь мужчине, он сказал, Айша, ты должна, он не так сказал,
Прививать свою грудь для тех, кому она потребна в развитии его организма. Ну, там такая видать, там какая-то мужчина, это гамадрина сидела арабская, трахала его жену. И поэтому он, видит, сказал своей жене, когда ушел, есть ходить. Для развития типа ребенка, ну, для развития человека хотя бы давал свою грудь, а та привела свои братья, потому что из нее сделал проститутку, на самом деле. Насильно. Изнасиловал в малолетнем возрасте. Вот давала, чтобы крыться. Ну, там, короче говоря, это, надо, защита. Так, Александр, вы хотели что-то сказать? Доложите, пожалуйста. Да, вот касательно этого, это говорится о его женах. Еще почему было сказано, что нельзя забирать жен? Ну, как бы, надо признать, да, он всех лоханул, конкретно лоханул. Ты представь себе, он довел их до того, что они за его кровь готовы были драться. За тазик, который он брал омовение, за него были готовы драться. Когда заключали договор, когда пришли курайшиты, когда Мухаммад там плюнул, и сахабы начали драться, чуть ли не драться за его плевки, чтобы взять себе в рот его плевок, понимаешь? Он настолько их довел, он забирал их жен, кстати, себе. Если ему понравилось, если пророку ихнему, арабскому пророку, понравилась какая-то женщина, он увидел ее, то чувак должен развестись. На это есть хукм всех ученых. Если кому интересно, вы можете это самое поковырять. Сейчас мы не будем это говорить. Мы всего лишь поверхностно пройдем. Мы эту тему разбирали. Антитеррор, кстати, тоже разбирал. У него на канале это есть. У него много видео интересно, можете посмотреть. То должен был развестись. Так как он делал куколдами других мужиков, но это не было ему предписано. И так как он не хотел пасть на уровень этих дебилов. И касательно Айши, как он мог бы это сделать? Ты представляешь, Саля? Там были 4 свидетеля. Но дело в том, что 3 были мужиков, и 1 была женщина. А свидетельства одной женщины недостаточно. Вот примерно, если кто-то делает там зиночку, да, вот прелюбодеяние, то должны быть 4 свидетеля, там упоминается мужского рода 4 свидетеля. Потому что свидетельство одной женщины это недостаточно. В таком случае нужно 2 женщины. Если 4 мужчины достаточно для свидетельства зина, то в таком случае нужны 8 женщин. И поэтому там были 4. Ну, так как свидетельство женщины это мало одной, да, и если один мужчина равняется 2 женщинам, да, то в таком случае это аннулировалось. Там были действительно, поковыряйся хорошенько, сколько кто как свидетели говорили, что они свидетели. Вот такие дела. Так что этот хиджаб, не забывайте, не относится к другим людям. Это было сделано так, чтобы Мухаммад видел, как он превращает куколдами других чуваков, в том числе своего сына, и потом отправил его на смерть, чтобы от него избавиться, потому что люди упрекали его. И поэтому он не хотел быть на их уровне. Он хотел остаться таким мачо, понимаешь, ну, альфа. И он добился, он, кстати, правильно сделал и правильно поступил с этими мудаками, потому что они ему это позволили. Там были воины настоящие, мужественные, это были вот это урашиты, да, язычники. И Аллах, надо признать, пока не появился Мухаммад, он не был плохим богом, он был нормальным богом. Он как бы, я его сейчас тоже как бы воспринимаю, и вот это то, что приписывается Аллаху, это никакое не имеет отношения. Вот посмотрите вот на те арабы, которые были, они к женщинам не лезли, кстати, насилуют. И если вы посмотрите окружение Мухаммада, это только его окружение насиловало. Это только они. И вот эти урашиты, вот эти язычники, упрекали их за это. За расстрельство упрекали Умара ибн аль-Хаттаба. Письмо есть. Где говорят, что они опустошают землю, насилуют женщин. У нас в Чечне наши язычники, что сказали Берсу Шеху, когда он пришел? Нам говорят, 400 лет мы воюем против России. Нет, это ислам воюет совместно с Россией, с нами. Хотя нам надо признать, что до этого, пока у нас вот эти мусульмане не появились на нашу территорию, у нас таких конфликтов не было с Россией. У нас благодаря этих мусульман, этих самых турков, такие как сегодня Эрдоган и так далее, благодаря их авантюре это началось. И, конечно, мы оказались между наковальней и молотом. Понимаешь? Вот эти мудаки-мусульмане нас бьют, так называемые чеченцы, бедуины чеченские, надо сказать, не так называемые, а надо как есть. Да, они когда-то были чеченцами, но сейчас стали бедуинами, вонючками.
И вот Россия, и нас долбят. Понимаете? Что сказали старики, когда пришел Бершех? Их критиковали, им говорили, вы насилуете женщин, вы такие. И плюс сказали, вы пришли к нам с религией, с рабами, религия рабов, сюлей дин дахнашу. Это значит, вы пришли вот тут ничтожными рабскими идеологиями к нам. Сюля это не значит авайц, если вы не в курсе. Если не ошибаюсь, авайц это на нашем языке означает жерхо, если не ошибаюсь. Жерхо, я думаю. Авайц, вот, сюлей это значит мусульманин. Мусульманин. А когда мы говорим собу, это значит басурманин, который вам еще навешал ярлык, и вы с гордостью носите. И вы меня спрашиваете, заходите сюда, а бусурбать? Ну, спрашивают, представьте, салаф, говорят, ты не бусурманин? Конечно, я не бусурманин. Если ты рабыня, если ты раб, ты называешься боевиком, когда Россия сказала, что боевики, когда у нас воевали, да, наша армия, эти дебилы, дегенераты приняли, иначе считают боевики, я хочу быть боевиком. Дебилы. Боевик это наемник, ему плевать, кто платит, ему плевать, кого убил. Это наемник. Вы даже термины не изучаете, вы на себя взяли эти термины ярлыки, но даже не изучили. Бусур так больше, да? Вот этот термин бусур значит бусурманин. И вправду вы и есть и бусурмане, и сюлей. Мы думаем, что сюлей, опять же говорю, Сада, ремарку тебе сделаю. Извиняйтесь, я сегодня чуть-чуть очень даже не с той ноги стал, да? Поэтому эмоций очень много, да? И как бы надо как-то выплеснуть. А так, конечно, кулаки чешутся, базара нету. Поэтому не забывайте, сюлей – это любой мюзюльмунин, понимаете? А не аварец. Не аварец. Наши предки называли сюлей именно мюзюльмун. У нас вот такое было. Рабы, они признали себя рабами, они стали на четвереньки, там, молятся с другой стороны. Так кто это? Униженный, ничтожный раб. Вот что значит сюлей. Они жерхо. Жерхо – это аварец. Вот такие дела. Так что, да, Мухаммад четко поступил по отношению к другим куколдам, которые были вокруг себя. И сказал, чтобы никто не женился на них, и чтобы на них не смотрели мудаки. Потому что он знал в свое окружение, что они, тоже такие же. Если он смотрит, то они скажут, что давай, Мухаммад, мне тоже понравилась твоя. И надо было заранее себя застраховать, понимаешь ли? Чтобы такое не произошло. А касательно Аиши, как он посмел бы? Ведь Абу Бакр был его правой рукой. И представь себе, конфликт происходит с правой рукой. Вы знаете, что это как плачевно для него закончилось бы? Он потерял бы помощь от друга. А он, заметьте, он был очень богатым. Он был богатым, кто бы что-нибудь говорил, что он бедный и так далее. Он был богатым. И как Айша после этого поступила, посмотрите, с его семейкой. Они просто взяли, послали их к черту. Ничего им не дали от наследства, когда тут Абу Бакр стал халифом. Он даже не посмел бы ничего сказать. И поэтому ему надо было бегать туда-сюда и потом придумать этот аят, сказать, что вот свидетельство одной женщины достаточно, когда свидетельство одной мужчины достаточно, нам нужны две женщины. Ну, мы же знаем, ислам восхваляет женщин, там, возвысил, чем мужчину, ну да. А тут, понимаешь, надо было спасти ситуацию, потому что 3 мужиков и 1 женщина. И если взять по шариату, он прав, да, базар нет, это не считается. А где еще 1 женщина? С вами только 1 женщина. Вот и все. Аллах мудрый, и Мухаммад тоже мудрый, да. Знал, как вывернуться из ситуации, но он же знает, что вокруг него одни бараны, сектанты, которых он собрал. Представь себе, вот сидишь ты такой, да, видишь вокруг себя таких вот дебилов собрал, ты их конкретно промыл мозги, ты плюешься, они зато и плевки готовы драться, чтобы взять этот плевок себе в рот. Баба взяла одна, если не ошибаюсь, это либо жена была, или рабыня его была, не помню вот имя, да и не хочу, короче говоря, углубляться. Кто хочет, может проверить вот это бедуинство, да. Есть у нас видеоролик тоже на канале тоже. Представь себе, взял, пописал в кувшин, насал. И вот эта женщина, то ли его рабыня, то его жена, взяла, выпила его мочу. И там описывается, как это было. Представьте себе. Вот представьте себя со своим мужем, да,
или вот, то есть, реакцию на вашего мужа. Он спрашивает, куда делась моча? Она говорит, я выпила, о посланник Аллаха. И говорит, его зубы, говорит, даже показались, настолько он улыбался и сказал, никогда не коснется твоего живота адского огня. Представьте себе перед собой мужика, который радуется, что его мочу кто-то выпил. Вот представьте, что это за люди были. И почему бы не лохотронить этих дебилов? Это же рабы. И он вокруг себя собрал рабов, понимаешь? Ничтожных, которые нет ни своего мнения и так далее, которые вечно озабочены. Вы посмотрите, вот эти вечно озабоченные, у них интеллект настолько пониженный, они действуют на эмоциях. Они с мозгами не действуют никогда. У них все на эмоциях. У них всегда твою маму и бил, я твою то и все. Тестостерон полно, базару нету, но интеллекта ноль. Интеллект нулевой. Но дело в том, что мы идем к человечности, милосердие, понимаешь? И посмотрите любых, кто вот из этих сумасшедших, как они поступают. Они сразу такие, как... Мы знаем, я бы не сказал, что у них тестостерон высокий, потому что мужчина, на самом деле, я думаю, даже у них пониженный тестостерон. Вот этими действиями, я прошу прощения, я ошибся. Я всего лишь психолог, я не являюсь урологом. Если есть урологи, можете поднять руки. Вы в этом лучше понимаете. Я даже считаю, что это больше эстрогенов, потому что вот эта эмоциональность, это присуща к женщинам, да? Это надо признать, у женщин всегда вот эмоция выше. А мужчина, он терпеливый, он наблюдает. Он даже когда идет в бой, он идет такой холодной головой, потому что он знает, за что он воюет. У него есть семья, дети, жизнь, страна, идеология, закон, который он должен все это оберегать. И народ. А у этих нету ничего. У них вот между ног. Им сказали, вот их довели до депрессии, вот эта религия, сказали им, что это земля ничтожество. Кто в этом мире не живет хреново, черт подери. Вот асадават шудуй. Когда я был в Европе, у меня были моменты, когда мне кушать даже не было. Вы думаете, тут, что ли, хорошо живут, когда вам говорят, что кафиры хорошо живут там на Западе? Везде есть бедные люди, ребята. Вас просто эта идеология довела вот до этого состояния, да, до паранойи, до этого депрессии, тюрьма, побыстрее бы мусульмане мечтают побыстрее уйти из этого жизни. Вам прям толкает. Вам сказали, есть какой-то бордель, там жрачки есть, и там можно конкретно перепихон сделать, бесконечный. А там есть бордель? Глава 15 от Термизи, хадис 2549 и 2550, там про базарчики недели. Бордель. Да, там есть, да, там там есть бордель, да. Если вы хотите, там вот прямо сказано, что некоторые говорят, как будто какие-то комнаты или не знаю, что такое. Короче, ты уходишь, и твое тело трансформируется, ты становишься трансвеститом. Короче, это самое гермафродитом. Если ты мечтаешь быть бабой, ты превратишься в бабу. И не надо мне говорить, слабый, не слабый. Это ислам. Хаза ислам, динуль ислам. И мне вот не рассказывайте, хорошо? Так что, конечно, вас доводит до депрессии. Я понимаю ваше состояние, елки-палки. Я знаю, что фигово. Я вижу, что что-то вы чувствуете, что-то не так. И это надоедает. Эта жизнь многим надоела, честно сказать. Это не рай для нас. Но, видите, у нас есть смысл, ради чего стоит бороться. Дети, опять повторяюсь, подумайте над этим хорошо. Ваши дети, ваша следующая жизнь. Ваш аватар, который вы сотворили со своей второй половиной. Вы из него должны сделать идеальным человеком. Вы наплодили много детей. Вам не жалко ни одного своего ребенка. Если вам было бы жалко, вы, клянусь, только не плодили, зная свою ситуацию, бедность и так далее, и смотря, как он голодает. Мне этих детей жалко, клянусь, жалко. Я всегда хотел быть богатым человеком только ради того, чтобы собрать всех детей этого мира, которые голодают, там, беспризорник и так далее, чтобы их взять себе, как своих детей, чтобы за ними ухаживать, за бедняками ухаживать. Да, у меня такое было. Но, ребята, вы же создаете такое условие сами. У вас инвалидов много, у вас детей много. Когда надо детей прокормить, инвалида посмотреть, это нелегко. Очнитесь, я всем обращаюсь, всего мира, дебильскому миру.
Поэтому не доводите сами себя до депрессии. Живите свободно. Я имею в виду не в блядстве, как одна сюда недавно заходила, хотела пропагандировать блядство свое. Не в блядстве, а реально смелыми, сильными людьми. Не эмоциями, а своей головой. Объединяйтесь вместе для хорошего дела, для хорошей идеи, для того, чтобы вы были свободными, а не рабами. Раб, знаете, как выгоден? На сегодняшний день над вами рубят конкретные бабки. И ваш центр исламский рубит над вами, я имею в виду Мекка, Медина. Они рубят над вами бабки, все рубят над вами бабки. Вы хороший инструмент. Чем вас больше, тем выгоднее. Потому что рабы не нужны. Они нужны, чтобы выполнять малые работы. Чтобы что-то там сделать, что-то тут сделать, сантехник делать, это убирать и так далее. Но я не говорю, что они рабы. Я ни в коем случае вас не называю. Фликс, Но я имею в виду, я имею в виду дешевое, это сам труд, он везде ценится. Боевой ворон. И- Я знаю. Давайте я сейчас дочитаю все-таки, а потом вы как бы уже свободное выступление. Прошу прощения, что вас прервал. Я знаю, вы как бы сегодня... Да, брат, да, брат, я сегодня просто это самое вижу, это все. А то наши слушатели теряют логическую связь, почему этот хиджаб, он арабская, блядская одежда. Давай. Но не забывай, опять же говорю, что это было по отношению к женам Мухаммада. Там описываются жены Мухаммада, Да, они все женщины. Там жены Мухаммада, потом его жена, которая вышла пописать из хадис, потом есть еще другой хадис, почему там есть еще сура, аят из Корана, там все есть. Но мы сейчас просто это зачитаем. Правильно, Крикслав говорит, боевой наш чеченский ворон со скандинавским окрасом. Читаем дальше. Альхамдулиллахи роббил аламин. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Читаем. Это, как говорится, азанская пауза. Так, таким образом, в начале аята речь шла о поведении мусульман при посещении домов посланника Аллаха. Затем Всевышний научил правоверных тому, как должны были обращаться к женам своего посланника. Всевышний запретил им обращаться к женам посланника, да благословит его Аллах и приветствует без всякой на то причины. Если же они хотели попросить у них какую-либо домашнюю утварь, попросить о помощи или обратиться за советом, то должны были разговаривать с женами пророка, да благословит его Аллах и приветствует через покрывало. Это отправная точка для хиджаба. Покрывало не давало им возможности видеть друг друга, потому что в этом не было никакой необходимости. Одним словом, посторонние мужчины не имели права смотреть в лицо женам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и могли разговаривать с ними только при необходимости. Поэтому они говорят, в глаза не смотрите. Потому что Мухаммад боялся, что они с глазом друг на друга посмотрят и скажут, сделай меня, салам алейкум. Игра глаз. Стрельба глаз, как говорится, глазами стрелять, стреляем глазами. Смысл же этого предписания в том, что подобное поведение было безгрешнее для сердец жен посланника, да благословит его Аллах и приветствует и сердец остальных мусульман. Оно отдаляло их от сомнений и дурных мыслей. Почему дурные мысли? Если даже они являются женами пророка, он все равно боялся, что у них будут дурные мысли. Представляете, какой он грязный человек. Тогда как они должны были просто гордиться, что они являются женами пророка Мухаммада. Но он допускал эту мысль, потому что он сам был таким грязным человеком. А чем сильнее отдаляется человек от дурных мыслей и скверных деяний, тем чище становится его душа. Всевышний Аллах детально разъяснил своим рабам, что мусульманский шариат запрещает все поступки, которые подталкивают людей к совершению грехов, и поэтому каждый мусульманин обязан сторониться их всеми возможными способами. Затем Аллах провозгласил одно из важнейших правил исламской веры и сказал, что правоверный, а потом есть левоверный, а потом другие верные, и потом заднеприводные, и кверху зады, что правоверным не подобает огорчать посланника Аллаха. Это касается всех речей и поступков, которые могли бы причинить страдания пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, а новшему отдыхше дал переценёйцун, да благословит его на русском языке Аллах и приветствует. Воистину такое поведение является самым недостойным и самым скверным. Примером же такого неуважительного отношения к посланнику Аллаха
Да благословит его Аллах и приветствует, является женитьба на его женах после его смерти. Мусульмане обязаны уважать, почитать и возвеличивать своего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, а женитьба на его овдовевших супругах никоим образом не совместима с этим. Кроме того, жены посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, останутся его супругами и в последней жизни. И смерть пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в сущности не нарушила их супружеских уз. Именно поэтому Аллах запретил правоверным жениться на женах пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует после его смерти. А если бы кто-либо осмелился совершить подобное, то совершил бы великий грех. Однако мусульмане не нарушили запреты своего Господа и были покорны его повелениям, и хвала за это надлежит одному лишь Аллаху. Напоминаем, что мы читаем тафсир к суре 33, аят 53. Раскрываем, что такое хиджаб, потому что у нас был один тут русский, под-русский кверхузат заднеприводный, с бутылкой в заднице, музмахмадовец, арабский, который говорит, что хиджаб – это очень хорошая одежда. Мы ему зачитываем, объясняем, приводим фундаментальные основания и объяснение, что такое хиджаб. Это был тафсир от Абу Аделя. Сейчас мы только что зачитали толкование тафсир от Асади, а сейчас последний тафсир от Ибн Касира, где четко будет показано, как Мухаммад боялся своих товарищей ансаров. Альхамдулиллах, которые развлекались с его женой во время его свадьбы, его женитьбы на одной из так называемых его жен. А на самом деле это была пирушка в честь новой наложницы, которую он представил как своей какой-то там возлюбленной супругой. Ибн Касир, тафсир. Это аят о хиджабе, покрывало завеса, который включает в себя некоторые предписания и правила поведения адаб. Это один из тех случаев, когда аят был ниспослан в подтверждение слов Умара ибн Аль-Хаттаба. А как мы знаем, Умар ибн Аль-Хаттаб, есть один хадис, где он говорит, что Аль-Сауду мы узнали, она большая, надень на нее какую-то там покрывало, чтобы она покрылась, потому что она выходит ночью писать. А как мы знаем, она выходила не писать возле какой-то там, возле кладбища там у них арабского, там, где они писали. Выходила ночью. Она выходила гулять, доставлять себе телесное удовольствие. И поэтому Мухаммад был старый в то время уже, вообще старый. Он не мог их удовлетворить. Хотя некоторые говорят, что он 11 жен проходил за ночь и также других наложниц. А его жены уже гуляли женушки. Аль-Сауда там такая была. А Аль-Хаттаб за ней наблюдал и сказал: Мухаммад, одна из твоих жен ходила гулять. Я ей сказали: мы тебя видели. Она сказала: нет, это не я. Потому что она была уверена, что ее не видели. Это была ночь. Но этот Аль-Хаттаб сказал: в свете луны я узнал тебя. Как ты меня узнал? Хорошо, это я. Но скажи мне просто, как ты узнал, что это я? Потому что ты большая, у тебя большое тело. Он сказал: и большие груди, и большая задница. Вот так я тебя и узнал. И поэтому он сказал Мухаммаду: Мухаммад, скажи своим женам, чтобы они покрывались хотя бы, когда выходили ночью пописать, так скажем, свои человеческие нужды удовлетворять. На самом деле она выходила гулять на стороне, ставить рога нашему Мухаммаду. Не нашему, а их арабскому Мухаммаду. Так, читаем дальше. Слов Умар, есть хадис достоверно об этом. Слов Умар ибн Аль-Хаттаба, как об этом всего же слов, сообщается в обоих сахихах. Сахих — это значит правдивый хадис. Мои желания совпали с волей моего Господа в 3 случаях. Однажды я сказал: о посланник Аллаха Мухаммад, а не избрать ли нам для молитвы вместо Ибрахима? Это Авраам, значит, да, я так понял, у евреев. После чего был ниспослан аят, в котором говорилось: сделайте же место стояния Ибрахима местом совершения молитвы. Они ссылаются здесь на суру 2, аят 125. Кому надо, идите читайте. А сейчас мы читаем 33-ю суру, 53 аят. Что касается аята... Подождите, да, это сура 33, 53 аят мы читаем. Так, читаем. Что касается аята о покрывале, то однажды я сказал: о посланник Аллаха Мухаммад, не повелишь ли ты прикрываться твоим женам, ведь с ними разговаривают и благочестивые, и порочные. После чего был ниспослан аят, а нам говорят, что все арабы такие чистые, такие порядочные. То они сами о себе говорят в своих же Коранах, сура и аята, в твоем же Коране священном, что все они такие порочные и похотливые. После чего был ниспослан, и они являются примером для подражания для нас, благородных чеченцев, где в нашем кодексе чеченском Нохчела 44 пункта всего говорится о чести, благородстве и недопустимости посягательства на честь и права женщины, а также любого другого человека, мужчины, кем бы он ни был, даже животных. Благочестивые, сравнивайте Коран и наши 44 пункта нашего Нохчела. И вы поймете, где правда, а где ложь, и где чистота, и где бесчестие.
благочестивый и порочный, после чего был ниспослан аят о покрывале. Третий случай связан с тем, что однажды всех жен пророка, да благословит его Аллах и приветствует, охватила ревность к нему, и я сказал им: если он разведется с вами, то, может быть, его Господь даст ему взамен вас жен лучше вас. Сура 66, аят 5. Можете идти читать. А потом этот аят был ниспослан свыше. В Бухари есть хадис 402. В хадисе от Муслима, есть даже хадис от Муслима 2399. Сообщается, что четвертым случаем, совпавшим с мнением Умара, было ниспослание аята о пленных, взятых при Бадре. Сахих Бухари 1821 хадис. Сообщает, что Аннас, да будет доволен им Аллах, сказал, когда посланник Аллаха, да будет его Аллах и приветствует, женился на Зайнаб бинт Джахш. Это очень интересный момент. И здесь мы видим всю пошлость, трусость и подлость этого пророка Мухаммада, самозванного арабского пророка, и всю его низость и ничтожество. А также весь его такой вот страх перед своими ансарами, которых я назвал, ну, своими товарищами по разбою. Женился на Зайнаб бин Джахш. Смотрите, слушайте внимательно, это очень важный момент. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, смотрите, Бухари 1820, нужно понимать, о чем мы говорим. Бухари 1821 хадис сообщает, что Аннас, да будет доволен им Аллах, сказал, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, женился на Зайнаб бинт Джахш, он пригласил людей на угощение. Затем, после застолья, они стали беседовать. Они начали просто разговаривать. Беседа затянулась. Это нормально. Люди говорят, ансары, воины, бандиты, разбойники, говорят, поели. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, собирался встать. Он дал им понять, поднимая, что пора уходить, уже ночь или там поздно. Уходите, я хочу наслаждаться и совращать своих жен. И новую жену. Как ее звали? Подождите. Зайнаб бин Джахш. Он давал им понять, он приподнялся и сказал: Зайнаб бин Джахш, я привел себе, и у меня еще другие жены здесь, пожалуйста, уходите. Собирался встать, но никто из людей не поднимался. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, встал, видать, там пили вино, были пьяные, не в состоянии понимать, что он делает, а он такие жесты делает. А почему это все рассказать? Потому что он сам сочинил этот аят в этой же суре, объясняя, что нужно вот так уходить. Поэтому он сам то, что делал, он им передает. Вот он хотел пристать, они его не поняли, потом он сказал, это аят от Аллаха, и начал объяснять, как это все происходило. Так, читаем дальше, прошу прощения. Но никто из людей не поднимался. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Мухаммад встал, в конце концов, и вместе с ним встали все люди, не считая троих. Там осталось трое вот этих самых отмороженных бандита из его банды, из шайки, так называемых ансаров, которые продолжали сидеть. Спустя какое-то время посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вернулся. Все ушли, а эти трое сидят и разговаривают с его женами, и кушают, и веселятся. Вернулся в дом и хотел зайти к своей жене, он хотел зайти к Зайнаб бин Джахш. А там сидят эти трое, понимаете, развлекаются его женой. И хотел зайти к своей жене, новоиспеченной. Но они так кайфуют, они уже напились, и они же не понимают, что произошло после битвы. Нахрен им этот нужен Мухаммад, они сами хотят кайфовать с ней. У них же есть там 424, насилуйте всех женщин. Вот они уже хотят ее насиловать. Я ее изнасиловали. Конечно, это не смешно, но все-таки. Продолжали сидеть. Спустя какое-то время посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вернулся в дом и хотел зайти к своей жене. Однако они все еще сидели, трое там сидели на своих местах. Представляете, у пророка они сидели в наглую, не уходили. Его женой. Они не сидели, они развлекались. Понимаете, здесь написано сидели. Нет, они развлекались с ней. Они себе телесные услады делали, понимаете, с этой женщиной. Они просто сидели. Вели они там высокоинтеллектуальные беседы поздно ночью, когда все ушли, с его женой. А Мухаммад ходит и не может зайти к своей жене. Ну это что такое? Конечно же, они развлекались с его женой, они ее насиловали втроем. Все еще сидели на своих местах. Когда же они встали и ушли, они поразвлекались, доставили себе удовольствие, встали и ушли. Я пришел посланник, это его раб приходит к нему. Я пришел посланник, Абу Хурейра, видать, пришел. Но тут о нем не упоминается, но обычно Абу Хурейра всегда за ним ходил, это один из его рабов, который, будучи рабом, как бы не был рабом, но на самом деле он был рабом, который даже на верблюде сидел, приклеившись к его заднице. Я пришел посланник, любой хадис, значит, Абу Хурейра передал. От Абу Хурейра и так далее. Ну, это для информации. Я пришел к посланнику Аллаха и сообщил ему об этом. И он сказал, что вот твои трое ушли.
И тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в дом. Он, Музмамуд, зашел в дом. Я же хотел зайти за ним, раб хотел просто зайти за ним. Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, опустил передо мной занавеску. Перед своим рабом он был смелым, закрыл занавеску. Раба оставил на улице. После чего и был ниспослан аят о завесе. После этого он подумал, так, надо что-то придумать новое, чтобы мои музмамудовцы, мои последователи не развлекались своими женами и так называемыми, ну, они рабыни, и не насиловали их в моем присутствии. Он сказал, надо их напугать Аллахом, черным каменным стаканом. И он выдумал аят. Неспослан аят о завесе. О, те, которые уверовали. Не входите в дома пророка, если только вас не пригласят. И он начал им объяснять, как надо вести себя с ним и с его женами в его присутствии и вне его присутствия, в его отсутствии. На трапезу, но не дожидайтесь ее приготовления, не приходите заранее. Если же вас пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь. Бухари, Сахих Бухари передает этот хадис еще в нескольких местах, 6239, 6271 хадисы, а также хадисы Муслима, 1428, и Ан-Насай тоже, 11420. Бухари в своем хадисе 4793 также передает, что Ан-Нас, да будет доволен им Аллах, сказал, жившись на Зайнаб, а Зайнаб это Зайнаб бин, подождите, Зайнаб это была ее полное имя, чтобы люди понимали, потому что запись ведется, мы ни от кого ничего не скрываем. Зайнаб бин Джейш. Зайнаб бин Джейш ее звали, да. Зайнаб бин Джахш. Но Зайнаб бин Джахш была это, одна из его жен. Зайнаб бин Джахш. Voilà. Подождите. Зайнаб бин Джахш. Вот. Зайнаб бин Джахш это та жена, которую эти трое изнасиловали и ушли, а потом он подумал, нет, надо что-то придумать. И он новый аят выдумал и сказал, что к нему не спаслал Аллах. Бухари 4793 также говорит, что она, да будет доволен им Аллах, сказал, нившись на Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, посланник Аллаха Мизмама, да будет его Аллах и приветствует, устроил свадебное угощение, во время которого гостям подавали хлеб и мясо. Я же был послан глашатаем. А, это Аннас был, а не Абу Хурейра, да, Аннас. Я же был послан глашатаем, приглашающим на пир, и люди приходили и уходили. Затем приходила другая партия людей, также это, ну, все бандиты, разбойники, насильники, маньяки, которые были в банде у Музмамада, из его так называемого войска, мусульманского войска, на самом деле все были бандиты, разбойники, насильники, маньяки и растители малолетних детей. Ответов я уходила. И так я приглашал людей, пока не осталось никого, кого можно было пригласить. Я сказал посланнику, пророку Мухаммаду, пророку Аллаха, я не нахожу никого, кого можно было бы позвать. Тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, как они объясняют этот аят, как бы, ну, они видят, что он за женщин, из-за того, что он боялся своим этим разбойникам сказать, уходите отсюда, своим последователям, ансарам, как они говорят по-арабски, и чтобы это потом загладить, они начали сочинять истории в этих тафсирах. Тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, уберите еду, и осталось всего лишь 3 человека беседующих во дворе, беседовать, да? Тут уже во дворе, говорят, а не в комнате с его женой. Понимаете, какое несоответствие, противоречие? А потом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел, направился к комнате Айши. Видите, как он с одной женой не мог, как бы повеселиться, потому что те сидели. А он пошел к Айше, которая там же находилась. Ну, короче говоря, вот эти вот свингерские движения. Полностью вот это вот блядство там идет. Тут одна жена, тут другая. А потом другим он говорил, да, вы можете жить, типа. На самом деле он не говорил, что всех должны быть равны. Он творил, что хотел с этими женщинами. От одной шел к другой, сразу заражал их сифилисом, трипером, гонореей, гепатит А, гепатит Б, ну, всякими болезнями вот этими. Те трое развлекаются с его новой женой Зайнаб бин Джах, а он пошел к Айше, своей малолетней. Он, прошу прощения, вышел, направился к комнате Айши, да будет доволен Аллах, и сказал, мир вам, о обитатели дома, милость Аллаха и его благословение. Она ответила, и тебе мир и милость Аллаха. Айша ответила ему, своему Музмамуду, насильнику своему, старому педофилу Музмамуду. Как тебе понравилась твоя жена, спросила Айша его. А он же ее еще не вкусил, потому что там 3 разбойников, ансаров, развлекались, насиловали ее. Да, благословит тебя Аллах. После этого пророк, да благословит тебя Аллах и приветствует, обошел всех своих жен, кроме Зайнаб бин Джахш, которой он только навявленная его так называемая жена, но на самом деле рабыня-наложница, которую насиловали его 3 этих ансаров. И всем сказал то, что сказал Айше. И все они отвечали ему так же, как ответила Айша. Затем он вернулся, но 3 человека продолжали болтать во дворе. На самом деле они были в комнате и насиловали его жену. Посланник Аллаха, благословит его Аллах и приветствует, был очень стеснителен. На самом деле он боялся им что-то сказать, потому что у них были мечи, копья,
все, что нужно, чтобы его зарубить. Он знает, они смелые бандиты, которые его слушают только за то, что им рассказывают грязные сказки. Это была его двоюродная сестра, которую он отобрал у своего сына. Да. Это Зайнаб бин Джахш. Да. Почему они его слушали? Потому что от Хадиджи ему досталось большое наследство, и он как бы был богатым, поэтому они его и слушали, его сказки. Но одновременно он их боялся. Физически он был слабый, беспонтовый был. Он не воин, не боец, он вообще левый человек. Был очень стеснительный, на самом деле был трусом. Он пошел в комнате Айши, видимо, она сказала ему, или он сам понял, что люди ушли. Потом ему этот Ансар сказал. Уже Ансар сам говорит, я пошел, ему сказал, они ушли. А они его не считали, потому что он раб, короче говоря, раб ходит туда-сюда, пускай. А этот раб наблюдал, стукач. Пойду Музмамуду скажу, когда они выйдут. И он, когда ушли, он пошел и сказал. Продолжали болтать во дворе. Посланник Аллах, да усидел Аллах и приветствует, был очень стеснительным. Он пошел в комнате Айши, видимо, она сказала ему, или он сам понял, что люди ушли. Он одной ногой шагнул за порог комнаты, другой остался снаружи, отодвинул штор, и тогда был ниспослан аята покрывали. О хиджабе, про который нам этот ФСБ-95, этот Музмамадовец, под-русски кверху за задние приводы, кегдует, хумшны, лей амаля. Лей сегодня нам говорит, что хиджаб это что-то высокое, светлое, чистое. Арабская вот эта вот блядская идеология, которую они нам навязывают, Россия нам навязывает через арабов, и вот эти вот шныри чеченоговорящие, рабы русских и арабов, которые нам приходят, говорят, что это что-то святое, прекрасное, чистое, светлое. Вот ваша вся одежда. Был ниспослан аят о покрывале. Вся его суть и сущность, все фундаментальное вот это вот, то, что откуда все это пришло, вот именно фундаментально его рассказывать. Коран, суры и аяты. Я же ничего от себя не сочиняю. Аяты покрывали. Из 6 сборников сунны хадис приводится лишь у Бухари и Ан-Насаи в день и ночь. 271. Не входите в дома пророка, верующим недозволено входить в дома пророка без его разрешения, как это делалось во времена невежества и в начале ислама. Аллах проявил ревность к этой общине и сообщил им об этом. Это было сделано лишь в знак почтения к этой общине. В хадисе также говорится, остерегайтесь заходить к чужим женщинам, Бухари, 5232 хадис, Муслим, 2172 хадис, затем Аллах сделал исключение из этого правила. Если только вас не пригласят на трапезу, это потому что Мизман понял, так, я чуть-чуть переборщил, надо мне все-таки сделать им, дать им возможность, чтобы они ко мне могли приходить, потому что если я полностью запрещу, кто ко мне будет приходить? И он сказал, если я вас позову, типа, приходите. Потом он добавлял в аяты, понимаете? Аят пришел, это Аллах еще дополнительно к этому же аяту еще идут такие строки, которые дополняют этот же. Видите, как он сочинял? Сказочник, мракобес, лжец, мерзавец, насильник, педофил, растлитель малолетних детей, бандит, мародер, убийца. Если это все Музмамад, между прочим. Если только вас не пригласят на трапезу, но не дожидаетесь ее приготовления, то есть следует приходить, когда пища уже готова, подана к столу, и не следует приходить раньше. Что тут есть общего, чистого, светлого, благородного с чеченским кодексом Нохчела и чеченским гостеприимством? Как мы принимаем гостей, и как араб Музмамад, великий пророк, пример для подражания всех мусульман, предписывает, как нужно приглашать к себе своих гостей. Когда пища готова, подана к столу, и не следует приходить раньше, пребывая в ожидании приготовления, ибо это ненавистно Алляху и порицаемо им. Это указание на запрет быть незваным гостем, как у арабов было принято называть. Это Таттафуль. Хатиб аль-Багдади даже написал целую книгу на тему непрошенных гостей. А как мы знаем, арабы очень любят сочинять. Если они что-то увидели, они начинают друг с другом говорить, потом создают эти книги, потом выдают эти книги, потом их издают, эти книги, потом друг другу говорят на эту тему, на то, что которые они сказали. Вот так вот бесконечная арабская болтовня, сказка на сказке, поэтому называется это все арабские сказки «Тысяча и одна ночь». В арабских сказках и вообще в арабском мире, в арабской цивилизации, в арабской нации нет ничего священного, святого, чистого, светлого и правдивого, потому что все там построено на лжи и на выдумке. Хатиб аль-Багдади даже написал целую книгу за эту суру и аят, он написал целую книгу, представляете, он целую книгу написал, Таттафуль. Целую книгу на тему непрошенных гостей. Однако привести подробности из книги здесь не представляется, очень короткий формат. Затем Аллах сказал, если же вас пригласят, то входите, а когда поедете, то расходитесь. В Сахихе Муслима 1429 передают со слов Абдуллаха бин Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да усидел Аллах и приветствует, сказал, если кто-нибудь из вас пригласит своего брата на свадебное гуще, представляете, своего брата даже не чеченцам, вот эти арабы, вот русские, посредством вот этого арабского ислама, они между нами все родственные связи уничтожили. Потому что брат к брату не может. Вот видите, вот, а Музмам, почему это так говорится? Потому что у Музмама только одно было, как изнасиловать жену своего брата. Или свою дочку. Или дочь своего двоюродного брата.
И вот они это все прописывают, и все это выходит в их Коране, суре, аят. И потом они говорят, это же сунна пророка. Да, это сунна пророка, это то, что делал Мизмам. Но это же нам не подходит, мы же не насильники, мы не маньяки. Как это ты можешь, как это чеченцу, благородному, чистому, светлому, нельзя зайти к своему брату? Потому что из нас делают рабов. И тем самым они разрушают наше чеченское общество, всю нашу сущность, весь фундамент чеченской нации. Все наши родственные связи, а наша чеченская нация построена на чем? На родственных связях, на уважении к своему близкому, к любви к своему близкому, почтению старших, матерей, жены, женщины вообще в чеченском обществе самое святое, что есть. Женщина вообще, мужчина должен просто уйти. Если что-то она делает, то, что тебе не нравится, ты просто даешь ей развод, даже если это твоя жена, ты не можешь ее бить. Ты не можешь ее ударить. Это чеченский кодекс, Нохчола. Если кто-нибудь из вас пригласит своего брата на свадебное угощение или другое, то же что, пусть он придет на него. В другом хадисе, который также приводится в Сахихе, посланник Аллаха, да будет его Аллах, и сказал, если меня приглашают отведать ножку, я отвечаю на приглашение. Если мне дарят ножку, то я принимаю этот дар. Если же вы закончили с тем, что для чего были приглашены, то облегчите положение жителей этого дома и расходитесь сразу по земле, говорите, по земле, а не по воздуху. Понимаете, какое несоответствие, идиоты, дебилы. Сказки арабские. Не засиживаясь в беседах. То есть, как случилось с этими тремя, которые насиловали его жену, которые так увлеклись беседой, которые так увлеклись насилием над его женой и телесными усладами, что они не заметили, что уже им было пора уходить, и их предводитель Мизмам уже боялся им это сказать, но ему это не нравилось. Что не заметив, задержались, что сильно стеснило пророка Мизмам. На самом деле он боялся им это сказать. Главное, всем он все говорит, а этим трем он боялся. Главное, всем он все говорит, тому отруби голову, того убей, тому руку отруби, того ограбь, этого приведи, дай мне свою дочку 6-летнюю, потом ее изнасиловал 9 лет, там жену бросил сюда, потом это то сделал. А тут этим троим он, главное, не смог ничего сказать. Он постеснялся. Нет, он забоялся им это сказать. А потом нам говорят, что он был такой смелый. Он никогда не был смелым. Есть хадисы, где показывают, что он был трусом. И здесь это выходит. И мы видим это, что он был трусом. Он был полным местным трусом. Он кверхузад заднепривный. Он педераст. Педофил юрис. Он насильник. Маленьких детей расслевал. Мальчиков и девочек. Как он может быть смелым? Не засиживаясь в беседах, то есть как случилось с этими тремя, которые так увлеклись в беседы, что не заметив задержались, что сильно стеснило посланника, на самом деле это боялся посланника Аллаха, мы сказать, что они уходили, как об этом сказал Аллах. Это с вашей стороны удручает пророка, но он стыдится за вас. Он, главное, стыдится за них, за этих троих. На самом деле он их боится. Как он крутит, как он обманывает, как он вертится, как он изворачивается. То есть, несмотря на то, что ваш приход в его дом был без разрешения, хотя он сам их всех пригласил, они не пришли без разрешения, он их всех пригласил после какого-то вот этого своего захвата, и он взял эту женщину в заложницу, насиловать ее начал, захотел и сказал, она моя, короче говоря. Но те не ушли. Они сперва ее попробовали, а потом ему ее оставили. Без разрешения, бедная женщина. Без разрешения создает ему трудности. Просто жалко этих арабских женщин, на самом деле. Только так насиловали эти мусульманцы, эти арабы-бедуины. Создает ему трудности, причиняет неудобства. Он все же сильно стыдился запретить вам это. А потом они, эти все чеченоговорящие мусульмановцы, так называемые мусульмане, приходят и говорят, но вы сами, наших чеченских женщин, загнали в рабство, лишили их всех прав, сделали из них сексуальных наложниц, сделали их арабскими рабынями, все блядство, это распутство на них накинули, закрыли этими черными грязными материями, и потом вы говорите, что вы их защищаете, вы, наоборот, из них сделали самых ничтожных существ, бесправных. А почему это делается? Потому что России это выгодно, чтобы чеченская женщина была наподобие арабской рабыни-наложницы, потому что никогда ни одна нация здоровой не может быть, если ее женщины рабыни. Рабыня не может вырастить свободного чеченца, свободного человека. Она вырастет только раба. И поэтому даже в Коране сказано, раб от рабыни и рабы. Там только об этом говорится, что ребенок, родившийся от рабыни, он будет рабом. Вот и вся суть. Ты не можешь иметь свободных детей, если ты сам свою женщину превратил в рабыню, она входит в какой-то черной материи, в каком-то черном мешке, даже света дневного не видит, ходит, шарахается от всех. И вы думаете, что она сможет вырастить, эта женщина, которая лишена всех прав, свободного, какого-то гордого, мужественного мужчину или девочку, женщину? Никогда в жизни. Они вот на генетическом уровне, на молекулярном именно на молекулярном уровне разлагают нашу нацию, вот эти русские спецслужбы, ФСБ, ГРУ, СВ,
посредством вот этого арабского, рабского ислама, который нам внедряют насильно, они нашу нацию просто уничтожили на корню. Вот почему Аллах сказал. Но Аллах не стыдится истины, поэтому Аллах запрещает подобное, удерживает от этого. Затем Всевышний Аллах сказал, если вы просите у них жен пророка какую-либо утварь, то просите у них через завесу, то есть так же, как вам не дозволено входить к ним. Вам категорично запрещено и смотреть на них. Если же кому-то что-то нужно у них взять, пусть он делает это не разглядывая их, а через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их сердец. То есть узаконенное Аллахом правило о завесе чище и лучше. Слова Аллаха. Вам не подобает не удручать посланника Аллаха, не жениться на его женах после смерти. Воистину это является великим грехом перед Аллахом. Ибн Абу Хатим передает, что Ибн Аббас сказал по поводу слов Аллаха. И не следует вам удручать посланника Аллаха. Это было неспослано человека, который пожелал жениться на одной из... Потому что один из людей пожелал жениться на... захотел жениться на вдовах Аллаха. Но эти бандиты, разбойники, которые были с Музь-Махмадом, они сказали, нет, если Музь-Махмад нам не разрешил, почему ты должен? И они как бы начали вот это вот сказки сочинять, чтобы никто не смог жениться. Но на самом деле они их продолжали насиловать. Всех жен Музь-Махмада после его смерти, все его ансары, они просто насиловали вдоль и поперек. Это неспослано человека, который пожелал жениться одной из жен пророка, дабы славить его Аллах и приветствовать после его смерти. Этот человек спросил Абу Суфьяна, это и есть Айша? Он хотел на Айше жениться. Он ответил, так сказали, судьи передают, что этим человеком был Тальха ибн Убейдулла, после чего был неспослан запрещающий подобные помыслы аят. Даже после смерти Музь-Махмада были какие-то аяты, которые Аллах прислал каким-то чудесным образом, и они появлялись, видимо, через Айшу, потому что Айша поняла всю суть своего насильника, маньяка, бедуина Музь-Махмада, и начала тоже, как и он, сочинять эти всякие сказки. Ученые единогласны в том, что запрещена женитьба на женах посланника Аллаха, Аллах и приветствует после его смерти, потому как они являются его супругами в этой жизни, останутся его женами и в жизни, хотя нигде не написано, что эти жены попадут в рай. Последнее также потому, что они являются матерями проблемы. Как эти все изнасилованные, исковерканные, сломанными судьбами женщины, которых насиловали вдоль и поперек Музь-Махмад, а после его смерти все его бывшие сподвижники, ансары, они могут быть моими матерями свободного, благородного, чистого чеченца, коими являюсь я, ваш покорный слуга, они мне не матерь. Они просто бедные, изнасилованные, униженные, со сломанными судьбами арабские женщины. Мне жалко арабских женщин. Аллах особо почему это и предостерег от этого, сказав, поистину это является великим грехом перед Аллахом. Так, просто хотелось бы дополнить, что не забывайте, что в то время у арабов, они жили в пустынях, в оазисах, любая женщина, которая была, хоть сестра, двоюродная, не двоюродная, они всех брали и насиловали. Брат сестру насиловал, и потом Музь-Махмад понял, что это чересчур переходит все грани, и потом он выдумал аят такой, 4.23, где написано, что не надо насиловать своих матерей даже. Просто, если бы он это не сказал, они даже своих матерей насиловали, потому что по принципу львов. Лев тоже, когда становится взрослым, он насилует свою мать. Потом у них появляются вот эти инцестные львята, потому что они наблюдали гамадрилы, львят, и это проявляется в этих болезнях генетических. Но Музь-Махмад 4.23 выдумал, где сказал, что нельзя матерей насиловать. А так он сказал, двоюродных сестер. Ну, это по принципу, все женское население, которое было вот в этом шатре у них там, в оазисе, потому что в пустыне жить невозможно, они полностью пропускали всех, насиловали вдоль и поперек все женщин. Они были просто бесправными объектами сексуального насилия, все женщины того времени арабские. А потом мы зачитаем нашу ту информацию и как бы завершим наш прямой эфир. Давайте, говорите, кто хочет. Свободный микрофон. Да, у нас Молта Абак прибыл к нам. Потом у нас Тесла пришел. К нам пришел Точка. Кстати, где этот русский под-русский Кнахузат заднеприводный? Хотелось бы, чтобы он что-то возразил нам, но его, к сожалению, сейчас с нами нет. Он убежал. Но он все равно слушает, мы уверены. С нами этот самый 80-х мусульманин тоже, защитник наших границ восточных и западных. Булат в гостях. Прибыл наш великий шейх, альхамдулилля, наш Пармат, Дейрейсхой Варна, Шоуда. Кстати, наши технические модераторы всегда всем открывают микрофоны, включают тех, которых мы цитируем. Всем участникам говорим, приходите свободными, но в чем это у кого что есть добавить, пожалуйста, добавляйте, говорите, объясняйте, можете даже опровергать.
Кто не согласен, может это опровергать, но, конечно же, чтобы приводили какие-то фундаментальные доводы. Сейчас у вас возможность, момент истины, говорить. У меня такой вопрос ко всем чеченским мужчинам. Можно, да? Конечно, не можно, а ну... Буквально где-то час назад был Маша, спич. Давайте вопрос. Не будем перебивать женщину, так как она начала. Давайте проявим уважение и еще дальше продолжить дела. Женщин прошу не перебивать. Буквально около часа назад или минут 40 назад был такой спич, то, что один из спикеров сказал, что чеченская женщина это или хиджаб, или бикини. Кто может опровергнуть? Кто это так сказал? Какая низость. تناقص خزلسون ثاني قملدش ويا арабский духор цадьезальш как альтернативу эду духор сопоставлять европейский деш ворк, причем он европейский приводит как бы противовес это арабское, я не могу понять. Вой арабский есть, европейский есть, вой нохчи чеченской цивилизации, вой чеченская культура, вой нохчи духов есть, вой нохчи духов, ходу классика дух, классическая, классика, да, хазроги, духов, туэльник дух есть, дикник дух есть, но классическая, да. В чем проблема, я не могу понять, почему он сразу арабский, европейский, Он это, видите, как судит. Мозгов у него нету, вообще ноль, дебил, промытый мозгами пропаганды, которая не знает, какую сторону ему выбрать, то ли левую, то ли правую. Ну вот, например, я являюсь таким правым, но при этом я нахожусь на середине, да, потому что знаю, что есть некоторые правые, которые реально дебилы, есть реально левые дебилы, да, экстремисты, которые переплюнули даже правых, да, правые-то, большинство это традиционалисты. И вот эти левые занимаются этим. Эти говорят вот так, закрыть всех, консервировать, там как рыбу, селедку, тушенку и так далее. Эти говорят распустить на всю катушку блядство и все такое. Что сказать? Нам это ультра радикальные правые не нужны, нам это ультра радикальные левые не нужны. У нас есть своя середина, баланс. Если ты хочешь, чтобы вот эти оба доска положил, да, и там на одном стороне там это самое чувак по весу, скажем так, да, 80 килограмм, как качели есть, которые дети катаются, да, и представьте себе такая ситуация. Он предлагает, выбирай либо вот эту посередине, там чувак должен пойти, если он пойдет к другому, то, конечно, того выкинут, да, там, как из катапульты, все. И как бы баланса нету. Но этот предлагает либо сюда, либо туда. Как будто третьего нету, как будто середины нету. Это конченый дебил, дегенерат, мозгов ноль, негодяй, несчастный человек, завистный человек, человеконенавистный человек. Понимаешь? Только вот такой дебил будет такой говорить. Мозгов. Вот представьте, что за интеллект у этого дебила. Кто это вообще? Я не знаю, от вас слышу такое. Вот такой я диагноз поставлю. Промытым мозгами. По-любому, по внешности это еще тот урод будет. Потому что я заметил, вот эти уроды прямо в себе такие уверенные, эти же уроды за то, чтобы там аборты были, эти же уроды там, чтобы как собаки ходили, эти же уроды, чтобы ходили там все. Не, ходи сам, скотина. Но мне это не навязывай. И ты, ультра расист правым, который себя называет, и ты мне свою это не навязывай. Понимаешь?
Это чисто было шоу, и то, что вы описываете, когда вот говорили, если нет этого, то и все, это битва, извиняюсь за выражение, между мочой и говном. Это неадекватные люди, которые вот так прям рассуждают. Должна быть середина. Середина. Свободен ахдион, балагас, один грубо, диагнозия, дидион, но это по-простому, это вещь не это сложно умадать себя. Примерно сун 80-х годашка, до со своей школьной курсухена, там, можно сказать, старший класс, я как раз конец 80-го закончил. Вей кета, ижри бар, гала, дюш был, что in 80-х годашка, каникулы там, выходные. 80-х. تخنين постоянно هنسون دقدوش وكذا كويت يولق تيل بخ اشتي يعش да хотя они были школьницами то есть школа больше интернета скажем и школа больше тханан то есть юртадин кويت يولق تيل больше хумлил дурк то он дقдок четко но вы модерон альче это четко разграничение шмаери школьниц в принципе она не обязательно кويت он дил берма да. Я вообще не могу понять, школьница, ты بعدك يزوج وين شخولش باش بات это нездоровая ситуация. Вы школьница, целик да, ты بعدك шкерзина бат, школьница юзим юйхуш, без юйхуш. Хорошо, можно вопрос задать? Я вам дам закончить. Сегодня на территории оккупированной Чеченской Республики власть, которая установила русское и российское образование, заставляет с 1 класса носить платки маленьких девочек по цветовой гамме, там, красный, розовый, голубой, белый. И не говорите мне, что это неправда, это официально. Не, будет оккупированные, разницы нету, да, Европа, они страшные. Это нормально или ненормально? Подожди, дай мне по-простому объяснить, дай. И Чечня, и Россия, это без разницы. Оксовол будет, он так олбелиш, Европа, нормальный был, что Россия, Европа, там баган, так олбел. Голболиш бу асбо году вей нохчи адла вей культура оккупационную власть русскую террористическую вей культура вей цивилизация наших чеченских девочек лишает их прав, заставляет носить разноцветные платки с 1 класса. Это нормально или ненормально? Вот вы мне объясните, кто имеет право на чеченских девочек посидеть? Ну это галстуки носили в свое время свободеца оловете году Zimnik, Zimjuch, Zimnik, школьниц Юхуш, ах, she do Maria, Zieg, Maria, Zuhush, she Maria, Squatter, all Luchtulus. She ta homus Dirkwet, tag up the Latvia, Squatter, Humkil, she Maria, Yuhush, Squatter, do she ta Pideg, Polosk, Skrom, the Tidwang, Zuhush. No, hence the Gudu, that Hot Senate, Hashi, Lozeric, Hashi, Swedish Hashi, he quote the И Тамару Дадашеву? Вы рискуете много. Не. Салав, он говорит про... Салав, он говорит про наши древние обычаи, когда определяли женщину, если она платок одевала или головной убор там, ну, определенные носили, да, женщины это. Обозначаешь, показываешь, что она уже замужем, или же она засватана. Были несколько видов уборов, ну, это сам, платок могли одеть, или там это самое, или наподобие платка. С арабским исламом. Не, это не имеет, это наше, я что хочу сказать. Или, например, если девушка была по-серьезному засватана, все, то было определенные, которые знали, не надо к ней, она уже чужая, она готовится уже. Или ждет на войне своего парня, понимаешь? Обозначение так было. И это нормально. И то же самое для парня. Например, возьмем там, из этого язычества нам перекочевало, как бы в религию сейчас это вносит, но в религии ничего общего не имеет, это христианское или еще какое-то, на палец одевать кольцо. Понимаешь? Вот это я считаю нормально. Это даже прекрасно. Ты знаешь, ох, какая хорошая девушка. Видать, его парень там на войне, она ждет, на нем это есть. Или покажет, что замужем нет, от нее подальше, понимаешь? А вот свободные девушки, да, носили. И мужчины точно так же должны отличаться. Пускай показывают, понимаешь, свою внешность, что он женат. Или же, что у него есть девушка, как бы. Скажется о равноправии.
Я же не говорю, что одна девушка ждет, а парень там с тысячу общается. Я считаю нормально вот такие традиции, которые были в древности, можно усовершенствовать в наше время. Тинздер, религия дат, عادة دات كولتورا يا تنزدا عربسكي ترند يقدون زمي يقوق أستاذ وش أتشوتو عن إكوارتا دون قيدك دون تعهم سبلو دات ديش دات все какие-то озабоченные. Как можно ребенку дон, озабоченным дон, тяжеешь дон, и да олгеч, хак олгеч, не знаешь, и школьный телаш, и школьный форм теyon, а я же аял мой дон. Но в Чечне это Материя, навязывают эти платки. В Чечне это на неофициальном уровне навязывают, Ну, в это же Европе нормально. это навязано, вот почему в Европе тогда закутались, я не могу понять. büyüstek хылма сери, цашигаш эйдерс. Тесла Да, говорите. А, Если хотите, могу на русском, если хотите, время. на Видишь, тематах. смотри. Да. Подожди, давайте женщине дадим слово. Дорогая, наша шоу сейчас будет, а потом Пусть после женщина нее... скажет. Да, Дайте а слово после нее будет женщине. другой наш спикер. Шоуда, Бехмобил я говорите. могу Подожди. говорить на Да. двух На- языках. Да. А касательно Дайте именно вот дайте я вас платков, представлю, ну подождите. Мы все остановили, вам даем слово. Давайте я вас представлю. Сейчас будет говорить Шоуда. Она может говорить на любом языке, на котором хочет. Даже на индо-пакистанском и пуштунском. Говорите, мы вас слушаем. Дересхел. Я просто хочу сказать, что именно по платку в недавнем прошлом Нохчича определялось. Я свободную, я уже Марьяханю. Джоверзакетис, Нейсбахар. Если на голове это косынка или повязка, я типа ободка, эта девушка была свободна. Если она уже засватана и замужем, это как раньше у нас определялось по кувшину. Да, Кувшин Сидо Хашвуд. более пузатый, извините за выражение, или он более тоненький, определялось Марих Яц. Хит вахчи. Мунда Марих Зучи Висткалар Ванчо не слушаться. Это было во все времена. Во именно Нохчи Чуах я зуда на ночь лоршхал во все времена. Хинсте Хачхендер и Инзрия то, что это вот до того неправильное поведение. Вот насчет первоклассниц я категорически против, чтобы им повязывали платки. Категорически. Мы все учили в школе, получали образование, но никогда не было, чтобы вот с первого класса, чуть ли не садика, обязывали носить платки. Если вы помните, это мозжечок. Именно из Элькимларер. Это может быть даже ввиду того, чтобы не простыть. Это было всегда. И но вы бахач зудриша, до бабушки, прабабушки, вот кто их застал, никогда и гинслелошо, и формы одежды у нас не было. Вы коч бедер özdхлюшон. Вы никогда самата сталелошон. Извините, бикиниш, шмикиниш, это не про чеченцев. Всю жизнь вы дейхшках, вы халхр дейр дюн да хади, он шлердиш хабяхкан мобнохчи. И то, что нам навязывают сегодня, это вообще неправильно. И сам подписываться, Сёкхач, это в корне неправильно. Войнохчун дакиях, дал сидой масили, дал иман вордвен. У нас не было, танец живота тоже не было. У нас этого никогда и не будет. Чисто нохчи уйти, дать им дал. Мы забываем одно, что у нас своя цивилизация, своя культура. Иш уюхали, в Европе есть, иш уюхали, хадош, амдуэй. Тогда зачем мы отказываемся от своего? Вейсан өздом, да, мадас? Не стукайся. Полностью поддерживаю. Аллаху Акбар, по-мусульмане. Продолжайте, Шоуда, не дайте вас сбить с мысли. Они делают все, чтобы вас сбить с мысли. Особенно в Дужбекете проталкивают русские нарративы. Говорите, Шоуда, говорите. Пожалуйста, просим вас. Машалду Масага, он уже шел моден, тяхкуш, да, что, наверное. Эш дичтек, 18 век яхалык ду. Тахан халач ты дух, диез бэш чар, дуй.
ухар, паранджашт юх из металлические, защищенный как можно. Масса Женщин не надо заглушать, дайте говорить моды. Шауде. Просим Но Шауду, по моде надо ходить, по моде. Он с халач, хаж табелш, хаз царь юхшо, формлеву есть. Цадешем босолден, цадеш. Бусална. Вот Шауду заглушили мусульмане. Шауда, юга лица. Соболев, Шауда искрит, потом мастер и будет. Шауда, маршал, юга лица, айдегадик. Они перебивают вас. Не надо заглушать голоса женщин чеченских. Шоу, да, шоу, да, шоу, да, шоу. Вы с нами говорите? Шоуда вообще-то из 80-ников. Вообще-то. Это русский агент Шоуда, дайте слово Шоуде. Ой, Лилин, цахич, так. Дайте Шоуде сказать. Жуджукете, зайди в личку, я тебе вызов бросил, я тебе мои фотографии сбросил. Жуджукете, сейчас, брат, минут. Жуджукете, я тебе бросил вызов, зайди в личку, посмотри мои фотографии. Свободыш, усадимся. Шудовник Халаш, у нас никогда не было дуэли. Шудук Дахаш. Не надо вызов бросать никому. Великий Масери. Шауда, как я понял... Дайте сказать, ну что, подождите, всем сложно. Дайте Шауде до конца. Лауреат, не дадут. Шоуда марш йогал, амури. Шауда, говорите, не стерживайте себя. Никто не может заглушить голоса чеченских женщин. Говорите, просим. Как не даду Шауде? Мхата ладух шонс. Дец, великий Масери, великий. Как я понял... مسانا وليولا как я понял, жимя, ну, короче, марьот, ободок, да, типа носит, а старший большой платок, да? Да. Я ориентировался, да? Да, лет так 50 назад определялось. Да, а я зину. حلقة اسمها الله كوداليو يعرفون كوداليو حاجة نزوجح и موقعي ياتخير тоже وندا ويلرينيو يا نانا يشا именно وينخشي قامدوي أتيقع جولارم خلبو سندلا هندا نان أقول كرت نقلار ماي نين موت أول وينخشي مت ده موت أول ده موت أول وي أموت نين موت بو تنخا مقردو ميلج أولارم بو ده قانيني شينجي ويهم دقيح تخن ليش دينح وين А можно вопрос, Шауда? Шауда, вопрос, прошу прощения, ваш покорный слуга Томанда. Вот вы говорите, да, на Чоуляра, а вот мы знаем, говорит, что да, на Маларбу, что он важнее. Вот что вы на это скажете? Угур страшный, Угур страшный. Самый страшный Гудуева именно в Нохчи, действительно был Нохчи, будет царь. И гинц аж дюет, что он ждует, قلب تخزهم штатиш. وين حقيدو شدرك ويت دوغ что هم بيديتن داس جيم تحدون لامز مارخ مصوهم تحمو نيت دوتش دوتش ليلين دو إز إدين ليلين دو نتخن حقش что هم شخشي إنزري ويت ثانية كيبر دوغ شو مش داتش ثانية كيبر هوندا ويقام ويسوق خش هونديسن وينخشي نخشي لا هونديسن وي نيس دادخن ديل تحنا حلقة واحدة عن داتوي تحنا حلقة جوري كن داتوي استبيت وين إبخ كناخي الشيء وي مسود إقلاتة وي إستوري وي عاموشيات وي إستوري وي لدوخ دات هينز دوق وي بقي ناخ دابخن وجبات جدال ديق البول جيتش دويل تان شاش ليل شخينح شيء داخل شيء سأدعوش نخشل داقي احنا نخبو سون سين دك دارش تغن ليش دينا جيم ياتسوي سون ديلا могу это говорить. Говорите, Шоуда, не дайте вас перебить. Мы сделаем все, чтобы вы могли говорить. Говорите. Просто сон чоу хылхит ица вейум датюч от арбойум ждуй мелдер цар и ху убаха иш бу иш нис бубош цар ахитен вайкиги нахбой цер чоу ахитсон хунд хитон
Таханлеш дина воен угурч к образованию. Человек, который не образован, он слепой. В жизни им будут управлять, да, слепой котенок муху ищет, им будут управлять все, кому не лень, и управляют. Леч дакоюкча, вайнш дакоюкш, бувай кегинах. Вай гудой дадокшду. Чун ойл е кегинах, что дукдаха, что уешу, что деза дешу, нанош, ты ош мадушу. Вай нохчи си дакиях шейгах киетам хилит. И киетам шун веками, тысячелетиями, гитцар 1500 лет, я доктор историю сан малил. Хара амуш ашхилчинц, арбою история амуш мадай духбеш, да заладиш. Тысячелетиями халхил историю амеш дукдахаш. Тахан тахва ишт ло чархих кур мадацвай, халк дир мадацвай. Вай қам хаз маду. Вай гылық хаз маду, вай нохчал ал ихум от нохчал жадолхум дуй. В мировое сообщество хащи самый демократический юбох меткши царь халочту ихумш. Они к этому пришли. До испокон веков вайга хилдер тених шак магиатшу дукдахаш. Хохчуа бюху цени дюч мичагина шо нохч и багар и дешнш дохш шун мацхеза мичахезна. Милхурч дюзолчур ардөлшү дукдахаш. Ашулиелдо. Шайн часак чакса гоч малиел. Шаш нохчи дуйт диц мадия. Шу дай шу нохчи хилайт герч, хардларда герч, шайса дамадель дукчар. Дука масалш душундалу. Шай ворья да вёшхуч, иш мух белла цер худа хархил. Ваха ахожин хатни, шяздини, шида. Шун тахан хунярдин, абу хунярдин, мунярдин, я не знаю, قيمة ديت إرش خا شو ميل دير خا الشيء ده فيجري ده يجري تام تير إيش داخلش بوزي شون تير خديت دوش هما شون أوليش دوك ديك خلش ما يغديتنشش ما خليش إيش هو ميل دير ميتشن ها نوخش دالة чеченский след бог ищет он болчена уже орденир и бах но им свой чеченский след вообще кеч аго ерзен дикч агуца ерзен, к сожалению. А лейтеш, нохчи ученый-ву, нохчи профессор-ву, нохчи там изобретенщин, от агу а лейтеш, яхкайтеш вайца, дюне маду держен маду вай. Цах вообще нохчи эзгбук, по всему миру вай, алса маду вай, вообще ешайтеш вай, дезайтеш вай. Хар дюне вайндал, хаз андель маду, гуттура, испытаний, мучений, отдай на земле, и там хилил мадат. Вы ног дюнен елс меня елхалч, елс меня хилайтеш вы, да хайтеш вы, лорд авоши, ишва шахил. Мостри бамагертеш, ох дюнен хмасерх, так вы ишти мостри дубош, уже хаатсона, массан ха, аудал ногчи бош, мадицайтеш вы. Бака ншин дабола, شوت إحدث شوت إحيا ما يهر دقيقة يسشك هختغي إتشرح ويقام بروست ولا متقدوش إذ حوزين إذا لو داس داخ мадушу массу по всем странам мира. На сегодняшний день нохчевоч сам, мне кажется, государство, я ЮТЛ, отцу дас держан дуквой, но вообще держна дувой. Вообще это дешча, вообще дешча. Войдук мадат, любой народ хаус, хунярдин 100 миллионов, хунярдин 1,5 миллиарда. Қиямат дебу, войда мадат отцул. Угурч огвай, воушки, так 1,5 миллиона хла. Вообще вой, ума ямаят по количеству. А воуши пеш что вы? Зачем? Ради чего? Хубак дешло вы? Да, сиду асейш. Сунч, халхецо, просто у меня муха ластомата, а числов нет. Сунца моста хил саля швоши. Хохдюнян дахшикам бедатшон. Дикнах вонах. От дикнах юг ахлитеш вы. От вочнах юг магертеш дукдахаш. И рыжий велах, и черный велах, и цветной велах башха датсон. Сюндок ойл адмихлах.
أدمل دو كورتنك لارم بو كورتنك أس عكورت بو قربي أس ديني ناني وإز مدات خز مدات شو اليوم شو ميشر دولة ويحمدو إس سي يخ жизнь احتخز هم شخصون حتشو ليلش دعليلش شو اليوم ويلي وحق غوجي просто ويلي تعمو ويروات عودلهم دو نقبروا داخر لو حنيوخ لوشن حيق لو يحق يتسخ نح دكتور نو يشو راس ديكنيك لونيك ما قال ديريس خلشون لدو Паркал ДРС Холланд, что хас дашь, не что ищет. Это можно назвать даже крик чеченской женщины. Паркал ДРС Холланд, что да? Всегда, в любое время, во время наших прямых эфиров, приходите, вам будет возможность до нас сказать на любом устраивающем вас языке. И пакистанский, вьетнамский, китайский, мандарин, кантонель, этот, какой там у них есть, албанский, русский, чеченский, любые диалекты. Северо-синтонельский. Северо-синтонельский. أتصل полиглот яцо На любую тему вам даю. На любую тему. Когда хотите, как хотите и что хотите. Вы будете всегда говорить. Наши чеченские женщины имеют и обладают всеми правами, и никто не сможет их лишить этих прав. Все, говорите. Если кто хочет что добавить, пожалуйста. Это удар просто шоудик, олдерас, гуан, адуой, галдерлик, докториш, чур, дебат, ой, ёх, государство, ой, 40 миллионов, ах, кегик амниш, годагеч, ой, инхит мен долунде, массана, цан, годагеч, дарк, штукой. Абаки 40 миллионов, ног чебуйвай. Буквоем государство, государство мое, чунде басыз. Ой, да, там по отцу мабохор, моссу, мяни, дасқи синду. Там, ой, даймох, буэл, ой, государство, йотча. Это массана, годагерч, халх бивиш, буквой, дуй. Организованно, законно, государство олш. Шварт твой адам олш, цан годагерч. Ишт اهم دلع تعمق در وواش ده توي دايموك ده يتم مني مس سنة دوي غدغت غازوت دقت Не согласен, Волка. Джурджукети говорит, что у нас Чечня очень самая хорошая власть. И чеченское государство есть. Джурджукети говорит. Абаки 40 миллионов, мабацвай. Абаки 40 миллионов, мабацвай. Шутку я говорю. Не, ребята, я с вами не соглашусь. В Чечне есть власть, в Чечне есть исламская власть, там есть монархия, как говорится, патча. Там чисто исламская шариатская власть. Вот это надо признать. А какой ислам еще может быть в России, кроме как православного ислама? Брат ты мой, во Христе, алхамдулилла, Аллаху акбар. Да. Конечно, вот такой. Это... Брат, вот, например, еще до того, как я вылетел из ислама и так далее, я когда ковырялся в этих хадисах, в этих исламской истории и много чего, я понимал, что действительно Кадыров по шариату имеет право сидеть там. И его надо мусульманам признать своего царя. Или амира хотя бы, если не халиф. Путин, я не ну да, да, правильно сказал, да, верховный правитель Путин, потому что есть хадис. Кто бы ни был, который к вам пришел, завоевал вашу власть, ему надо подчиниться. Если это даже является эфиопским рабом, черный эфиопский раб, ну, походу, такая ненависть, расизм есть тоже, да, в исламе, что показывают эфиопских людей как,
отвратительных, Арабов, которые говорится... у арабов он чисто расизм Да. проявляется во всем, ксенофобия. Да, и сказано, даже если он является эфиопским рабом, чья голова похожа на изюм, подчиняйтесь ему, как вашему халифу, Там как сказано, вашему если он правителю. сверху зад заднеприводный, то стоит Без становитесь разницы. за ним в молитве. Можно, это тоже есть у нашего халифа Путина, альхамдулилlah, он сам награждает геев. Это тот самый халиф, который полностью соответствует, которому надо подчиняться. Да, в этом прав. Что хотел сказать? Это считайте как вилаят. Вы хотите называйте Новчичо или Чишани и все такое, но в данный момент там есть власть полностью исламская. А исламе мы знаем, там это диктатура, монархия, не монархия. Есть монархия демократичная, если вы не в курсе. Примерно возьмем Данию. Да там монархия, как бы есть демократия, но плюс и монархия. Кто бы что бы ни говорил. Там корона с крестом у них, вот этот символ датский. И у них крест, да. И, ну, как, у них демократическая монархия. У них демократическая монархия. А тут исламская, брат, сейчас быстро. Сейчас я просто хочу, я вам говорить. Я вам дам. Прошу, 10 секунд. Вот вы продолжайте мысли, вы по-любому у нас самый главный спикер. Вот мастер И, вот этот вот, который только что хотел, он давно уже хотел. Давайте ему дадим возможность сказать, а потом сразу... Хорошо. Мастер И, говорите. Сюрди хил маршал хил шумкенти. Яри, все, короче, ночи мелвер. Сон шудук диесу. Аж ело шудук. Это больше. Ради Аллаха вы нас любите или просто любите нас? Я за чеченцев. Без Вы этого. нас любите ради Аллаха. Если вы нас любите ради Аллаха, я как бы тоже приму это. Ради дела. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Все, вы Ты меня завершили? неправильно Вот, понял. слышите? Ты меня неправильно завершили. понял. А я все правильно понял. Вы завершили вашу мысль? Просто дадим слово крыше. А давай другим Не. тогда словом. Он, брат, Это, как говорится, музыкальная открытка, а у нас азанская, арабская, исламская, азанская открытка. брат, он нам желал всего хорошего. Он желал нам всего хорошего от нашего дела, понимаешь? Я Нашего понимаю, мы национального. разряжаем обстановку, у нас музыкальная, вместо музыкальной открытки, у нас азанская, арабская, исламская, мухаммадовская открытка. Машка и Аллах. Я как бы. Хадид скрыть. Икс, говори. Останавливайтесь. Асам Хубара полностью как бы надо признать шариатскую монархию. И я удивляюсь, когда мусульманин заявляет, и тем более идет жалуется, ослушая своего пророка на своего амира и на своего халифа. Вы, какие вы мусульмане? И потом после этого понтуются. Сейчас пойду там учителю голову там отрежу. Ради своего пророка, которого он ослушался, мудакты. Кто-то такой вообще сюда приезжает и заявляет что-либо против евреев. Если вы не в курсе, например, именно вот самое известное, это немцы и евреи, они больше даже смешаны между собой. Вы приезжаете в страну и говорите против евреев что-то. Хотя евреи приехали сюда еще в некоторых местах до нашей эры тоже, кстати. До вас, кстати. Некоторые живут и 1000 лет здесь. Поколениями. Да кто вы такие? Чурки, приезжие. Соус аудун болел, вы дебилы, что ли? Реально ненормальные, что ли? Вы ослушаетесь там своего Аллаха, в Коране, где говорится, вообще не просите помощь у неверующих. Не считайте их своим помощником, ни друзьям, никем. Нельзя тебе вообще
даже себе его считать, не то, что взять от его помощи, а даже считать нельзя его помощником. Вы ослушались Аллаха, вы ослушались своего пророка, когда у вас появился новый амир и новый халиф, вы им не подчинились, и тем самым мы поняли, когда вы приехали здесь, начали выпендриваться ради Аллаха, говоря, что вы здесь кому-то голову отрежете, ну, хотя вы уже отрезаете, чеченцы, мусульмане, я вам это говорю, чеченские бедуины. Вы показываете, что вообще-то какая вина у Кадырова, если эти животные тут так ведут? Вот так они думают. Серьезно. Зачем нам рисковать? Уже даже те реальные люди, которые нуждаются в помощи, даже к нему доверия не бывает. Я про вас, мусульман, говорю. Про ваших братьев мусульман, к ним не бывает доверия. Они к нам вот лично таких, как я или других, у них нету. Они знают, что у нас не кукуха поехала. И что мы не связаны с той идеологией, которая конкретно поехала. Кукуха и фляга там конкретно свистит. Вы со своими действиями вот так показываете. Вы и нацию обосрали, вы и флаг свой обосрали. Я обращаю... Брат, это факт. Брат, Да это я факт, хотел смотри. просто сказать, я понимаю. Но у нас оппоненты сейчас не такие вот музмамовцы, поэтому здесь женщины, когда нас не оппонируют жестко, мы как бы придерживаемся хорошего. Да, как сказать, да, брат, я полного. понимаю, брат, но это факт. Они взяли, загадили все, что могли. Вот мусульмане, вы загадили, я вам говорю. Я вам всем говорю. А тот, кто будет выпендриваться, что-то сказал про всех, он первый из тех. Если бы так не было, то не происходило то, что вокруг нас происходит. Взяли элементарно флаг, да? Хотели создать свое национальное, все такое. Закон есть, все есть. Мы же кафиру обманываем. Будем говорить, что идем к демократии, а там установим шариат. Даже тот, кто называет себя демократом, да? Демократ Аллаха и так далее. После этого нафиг. Нам надо потихоньку этот народ оболванивать, вести к их арабскому шариату. Подделаем конституцию. Тут одну конституцию под исламом, под сунну подделаем, вот это подделаем. И все. У тебя нету ничего. Вот ты тут уже взял, показал, какой ты засранец. Потом взяли флаг, который изначально был надеждой. Эту надежду загадили. Там нацепили какую-то арабскую что-то. Потом вообще взяли черную. Потом это сам непонятно что. Потом появились еще какие-то. А теперь вы решили вернуть это обратно. Этот процесс, да, вот вечный, который, вот этот петля, из которой невозможно выйти, вы это создаете. Именно вы, мусульмане. Шух агит амял дас, ну шун мацарет, я шех я твах тем более дуй. Твахам и так сердце это что. Да шех атаешь, шей юзу атаешь дуй. Шей тихай атаешь дуй. Ю их его что. Сам момента дуй, в середине его элер, а мекта цаер цагаз юба рича. Он между вот этим зудры чолю хомши или там вот хиджаби бош дуй. Короче, отсюда, что мы должны были посередине сказать, вот это тоже не наша культура, и это не наша культура. У нас свое. Если у нас свое что-то некоторым не хватает, не достает, мы создадим. Мы умные люди, у нас есть мозги. Нет. Вместо этого мы сказали, я же не знаю, мне же нужна инструкция, ты раби нёл инструкция, цвайна робот инструкция, лара ди дуаду. И дуется чё? А хёга ишта дуй. Понимаешь, тут разницы нету дуй. Что это выбрать, то выбрать. Нельзя ни то не выбирать. Надо нам находиться в середине. Мы должны отличаться по всему. Полностью отличаться шхалдеш твой. И модуй отличие, говоришь, админ, цвет кожи, вот, нога, традиции, лилар, характер, дуй. Но не вот это не наш характер, дуй. Который полностью истерит, что пляж бобов, пихерю, лишь аж курьерится уши, дуй. Адекватный мужчина, настоящий мужчина, он умный,
я не говорю, что женщина не умная женщина, я имею в виду настоящий мужчина, да, там. Это ему Богом данная как бы программа. Он должен быть тихим, он не должен быть истеричным и так далее. А у женщин это эмоции. Я говорю, они умные, да, надо заметить. Нам много женщин дали технологию. Вот этот Wi-Fi на сегодняшний день, который мы используем, или вот эта коммуникация, это все, это дали женщины. Серьезно. Wi-Fi и многие вещи создали женщин тоже. Но я что хочу сказать, у нас есть отличие. У нас есть отличие, что мы должны быть всегда спокойными. Мы из-за того, что я нам, мужчинам, говорю, за то, что мы так не поступаем, у нас и войны бывают, у нас конфликты бывают, у нас дети умирают, у нас дети голодают. Мы вообще становимся рабами. Ve tihi dolşu göç öyle şu yani öyle şu дальше оштала. Югиню ошибканти обратно и грабли, вот она уже грабит и наступить но дальше перешагнул. Но вместо того, чтобы испытать новые испытания в этом мире, а у дуня дух, конечно, испытаешь, вы бежите обратно опять на ту граблю, опять на ту граблю. Понимаете, некоторые это наступает грабли и на эту граблю, ту граблю, но это разные грабли. Но у вас один и тот же грабли. Цикл реакции вы возвращаете. Да, именно то. Можно одну заметку? К нам присоединились новые гости, а потом хотелось бы все-таки зачитать ту информацию, которую мы сегодня хотели зачитать, потому что к нам зашел этот русский под русский Музмамадович, как бы немножко сбил нашу программу, но нам очень важно зачитать эту информацию, поэтому. А потом мы перейдем на тот чат, и там вы как бы уже до конца вы будете выбивать все свои мысли. Хорошо, на Ламан Машу Марзу. Там уже будете без табу, без ничего, нон-стоп, как говорится. Стоп-кран полностью сорвем, будете говорить. Как вы думаете? К нам присоединилась Зама. У нас в гостях Гленда Александриди. Зама, конечно же, это просто монстр человеческой именно мысли. Это просто гений мысли. Хотелось бы ее услышать, конечно же, Заму. Зама, мы приветствуем вас. Ну, хоть дайте услышать вас. Скажите, Аллах Акбер, и мы вас оставим в покое. Зама, вы слышите нас? Аллах Акбер. Хорошо, Зама упорно молчит. У нас в гостях... Так, подождите, этот парень куда нас делся? Наш тот хороший слушатель, который сказал, я люблю вас ради Алляха. Мистер А.И. Хороший парень тоже, наш человек. Мы его любим тоже. Ценим ради Аллаха. Альхамдулилля, рубля. Так, Зама, вы можете говорить или нет? Алло, Зама, вас нету. Хорошо, ладно. Смотрите, дорогие друзья, вообще-то программа и цель сегодняшнего прямого эфира это было донести нашим альхамдулилля, рубля, мусульманам, чеченноговорящим. И наш прямой эфир сегодня назван «Как Аравия приняла ислам». Как Аравия приняла ислам. Альхамдулиллахи раббил алямин. Крикс, как вы думаете, зачитать или вы все-таки будете продолжать свои мысли? Все, брат, я закончу. Сажим дать. Вы должны говорить. Вы говорили, я все же, брат. Не, вы так не отделаетесь. Вы будете говорить, просто мы сейчас зачитаем, а дальше уже после вот этой информации я вам обещаю, даю вам слово русского офицера, что вот начнете говорить, ни разу вас не перебью. Вы верите мне? Я русский офицер. Я уже договорил, брат, все, я уже договорил, рассказывай эту историю про принятие Но я ислама. вам даю слово еще раз в присутствии тысячи вот наших слушателей, а мы вещаем из Вашингтона, округ Колумбия из нашего корпункта, напротив Белого дома, штат Колумбия, Соединенные Штаты Америки. Даю вам слово истинного русского офицера боевого, что больше вас перебивать не буду. Клянешься со своим мундиром? Даешь клятву над своим мундиром? Даю клятву на Навуходоносора. Альхамдулилля, ребята. Аллаху акбар. И еще с реками не забудь. Давай. Так, ладно, хорошо, зачитаем. Так, читаем дальше. Как Аравия приняла ислам. Однажды арабский торговый караван
который возвращался не то из Сирии, а значит Шама, не то из Ирака, Леванта, привез среди прочих трофеев сердоликовую статуэтку с отбитой рукой. Арабы приделали статуэтке новую руку из золота и сделали своим идолом. Божество назвали Хубал. Слово это происходило от семитского слова Баал, которое означало повелитель. Приставка ху арабского происхождения и означает он. Таким образом, имя Хубал в переводе означает он повелитель. Хубал был одним из множества Баалов, существовавших в разных племенах Аравии, Месопотамии и Палестины, которых не коснулось христианство и зороастризм. Самый известный представитель Баалов – злой дух Вельзевул. Повторяю еще раз, злой дух Вельзевул. Это искаженное еврейское слово Баал-Зевул, что в переводе означает повелитель мух. В отличие от Вельзевула, достоверно неизвестно, повелителем чего являлся Хубал. Некоторые ученые уверяют, что Хубал был богом Луны. Если бы это было так, то символ полумесяца, принятый в исламе, оказался бы языческим символом, означающим Хубала. В такую теорию сложно поверить. Полумесяц редко использовали в исламе до Османской империи, а сам символ один из самых очевидных, которые мог придумать человек. Кроме того, трон лунного бога уже много веков занимал шумерский Син, слава о котором говорила на весь Ближний Восток так громко, что Хубал не мог на нее претендовать. Скорее всего, Хубал был богом грома и дождя. Так или иначе, Хубал был особенным божеством. Среди всех арабских идолов, которых насчитывает аж 360, Хубал, похоже, единственно имел полноценную форму человека. Большинство других идолов были обыкновенными камнями. Несколько идолов имели форму близкую к человеческой, либо представляли собой изображение, высеченное в камне. Например, таким идолом была богиня Аллат, которая считалась не то матерью Хубала, не то женой Алляха. Смотря у какого племени. С богиней Аллат тоже часто связывают символ полумесяца. Древняя Аравия состояла из племен. В времени рождения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, да благословит его и помилует Аллах, всемогущий, большую часть Западной Аравии, местность под названием Хиджаз, захватила племя курайшитов. Арабские племена состояли из множества родов, объединенных правящим кланом. Свои идолы были не только у племен, но и родов. Иными словами, до прихода ислама великое множество племен и родов Аравийского полуострова поклонялось камням. Эти камни, как правило, были таких форм и цветов, какие не попадались на каждом шагу. Редкие образцы округлых или прямоугольных камней черного цвета чаще всего становились идолами. У каждого племени был также главный бог, покровитель этого племени. Хубал стал покровителем курайшитов. Но был в Хиджазе еще один идол, который стоял даже выше Хубала. Этот идол был общим для всех племен, населявших древнюю Аравию, и был большим черным валуном яйцевидной формы, судя по всему, базальтовой породы. Похоже, что у главного идола не было имени. Его так и называли «черный камень». Считалось, что черный камень – посланник небес, и поэтому он особо почитался. Черному камню поклонялись все арабы. Досточтимая Кааба. Всего 360 арабских идолов вместе с черным камнем и Хубалом хранились в городе Мекка. В центре города на большой площади было возведено святилище кубической формы, которое называлось Кааба. Время происхождения Каабы неизвестно. Мусульмане и сами путаются, когда говорят о первостроителе Каабы. Многие уверены, что ее построили ангелы или первый человек Адам. Коран говорит, что Каабу впервые построил пророк Авраам. Неизвестно и происхождение самой Мекки. Впервые это название упоминается только в 741 году, когда давно уже умер Мухаммад, а арабский халифат захватил мир. Вся прежняя история Мекки окутана туманом. Справка от редакции. Авраам никогда не был в Мекке. Авраам за пределы Иудеи не выходил. Он в пустыню так никогда не углублялся. Так что это все арабские сказки. Авраам в Мекке никогда не был. Это достоверно известно. Исторические факты подтверждают это. Справка закрывается, продолжаем дальше. Неизвестно и происхождение самой Мекки. Впервые это название упоминается только в 741 году, когда давно уже умер Мухаммад, а арабский халифат захватил мир. Вся прежняя история Мекки окутана туманом.
Птолемей в своей географии, датированной II веком, описывает города Аравии и среди прочих упоминает город Маораба. Координаты, которые дает Птолемей, не попадают в Мекку. Но и другие координаты, данные в книге, не попадают в современные города. Видимо, это общая ошибка его расчетов. Методом исключения можно догадаться, что Маораба и была Меккой. Непонятно только связь названий. Буквы совпадают не точно, как Маораба стала Меккой. По одной из версий название Маораба означало Мекка-Раба, Великая Мекка. Другие историки говорят, что слово Маораба произошло от арабского корня, означавшего святилище. Так вот, в центре этого арабского святилища, то есть в центре современной Мекки, и располагается Кааба. Сейчас вокруг нее построена мечеть, которая по-арабски называется Аль-Масджид, Аль-Хара. Название принято переводить как «запретная мечеть». Но исходное значение слова «масджид» – место сбора людей. Арабские племена, которые постоянно сражались друг с другом, на 1 месяц в году устраивали перемирие и собирались в Мекке для участия в ярмарке и паломничества к Каабе. Поэтому глубинный смысл названия мечети таков: место сбора людей, в котором запрещена вражда. Справка от редакции: есть сура и аят в Коране, который об этой ярмарке, об этом перемирии говорится, и в этот момент Мюзбама, пророк Аллаха, саллаху алейхи вассалям, который всегда говорил о единобожии, признал Аллах, Аль-Узу и Манат, 3 святых богинь или богов курайшитов того времени. Но потом, когда он понял, что он ошибся, когда пришел к власти, он это отменил. Он не отменил, он объяснил, что это не он сказал, а что ему дьявол нашептал на ухо. Но потом, поняв, что это ошибка, они сказали, что дьявол не ему нашептал, это великие исламские, арабские ученые, которые начали это исправлять, а что дьявол во время его общения с курайшитами нашептал тем людям, которые вокруг него находились. И первый раз он стал на колени в этот момент. Только в то время, это первый раз он пал ницем, стал кверху задом, как говорится. Это, видимо, он увидел узоры острица. И поэтому курайшиты его приняли. Справка закрывается, мы это сейчас обсуждать не будем. Есть сура и аят в Коране об этом. Читаем дальше. Алляху экбер. Какая святость и мудрость в Коране. Поэтому в арабской мысли, арабской цивилизации, Алляху экбер, Аллаху экбер, Аллаху экбер, Аллаху экбер. Продолжаем. Поэтому глубинный смысл названия мечети таков: место сбора людей, в котором запрещена вражда. Обратно читаем, чтобы было понятно нашим слушателям. Так вот, в центре этого арабского святилища, то есть в центре современной Мекки, и располагается Кааба. Сейчас вокруг нее построена мечеть, которая по-арабски называется Аль-Масджид, Аль-Харам. Название принято переводить как «запретная мечеть». Но исходное значение слова «масджид» – место сбора людей. Арабские племена, которые постоянно сражались друг с другом, на 1 месяц в году устраивали перемирие и собирались в Мекке для участия в ярмарке и паломничества Каабе. Поэтому глубинный смысл названия мечети таков: место сбора людей, в котором запрещена вражда. Ну а организатором ярмарки и главным бенефициаром было племя курайшитов. Этому племени принадлежала и Мекка, и Кааба вместе с ключами от ее дверей. Ходит Магомед, Мухаммад. Когда персидская династия сасанидов была на вершине могущества, императору Хасрою, победоносному, пришло странное послание из Аравии. В нем какой-то арабский фанатик призывал императора отказаться от собственной религии и принять веру этого фанатика, а его самого признать пророком. Такие же письма получили император Византии, правители Египта, Эфиопии и Аммана, наместник сирийского Дамаска и многих других государств. Письма, скорее всего, были порваны в клочья или заброшены, и о них более не вспоминал ни один правитель. Все послания начинались своими словами: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного», а их автором являлся пророк Мухаммад. Цари и императоры зря не прислушались к посланию. Пройдет чуть более 20 лет, и перед исламом будет стоять на коленях весь древний мир. Религию арабского фанатика примет и Персия, и Египет, и вся Северная Африка, и даже будущая Испания. Едва выстоит только Византия,
но лишится огромной части территории. А начиналось все тихо и незаметно. Пророк Мухаммад родился в Мекке и принадлежал к роду Хашим. Прошу прощения. Повторяем для наших слушателей. А начиналось все тихо и незаметно. Пророк Мухаммад родился в Мекке и принадлежал к роду Хашим. Ходившим, да, кстати, справка от редакции, у чеченцев сейчас в ходу входит имя Хашим. Это значит род, которому принадлежал Мухаммад, пророк. Аллаху Экбер, входившему в племя курайшитов. Отцом Мухаммада был араб с простецким именем Абдулла, а мать его звали Амина. Мало кто из мусульман сейчас знает эти имена. Отец пророка умер еще до его рождения, а мать умерла в детстве. После смерти матери Мухаммада взял на воспитание сначала его дед, а затем его дядя Абу Талиб. Принято считать, что семья Мухаммада была бедной. Возможно, в какой-то период жизни Абдулла испытывал финансовые трудности, но Абу Талиб стал главой всего племени курайшитов, когда Мухаммаду исполнилось 8 лет. Сомнительно, что детство пророка было таким уж тяжелым. Много лет в жизни Мухаммада ничего особенного не происходило. Со своим дядей он часто ездил торговать в Сирию, женился на богатой торговке Хадидже, а в свободное время любил лазить по местным горам и уединяться в пещерах. С этого странного увлечения и начинается легенда возникновения ислама. К тому времени Мухаммаду уже исполнилось 40 лет. Давно миновал кризис среднего возраста и ушли в прошлое мечты о карьере. Мухаммад все больше времени проводил в своей любимой пещере на горе Хира, близ Мекки. Внезапно, когда в один из дней Мухаммад спал в пещере, на стене нарисовалась арабская вязь. Затем раздался голос и приказал: «Читай». Мухаммад опешил от такого поворота событий, подумав, что у него сделался удар от жары. После чего собрался с мыслями и вкратчиво ответил: «Так ведь тут на арабском». Невидимый голос разозлился, почему избранный пророк в 40 лет не умеет читать. Невидимая сила начала душить Мухаммада со злостью, повторяя: «Читай, я тебе говорю». Тут Мухаммад всерьез испугался за свою жизнь, ведь читать он действительно не умел. Видите, какой он трус, справка от редакции. Всегда всего боится. Даже тут он забоялся. Кто может умереть? Справка закрывается от редакции, читаем дальше. Такова мусульманская версия. Когда невидимый голос понял, что толку от пророка нет никакого, он начал читать сам. Тут написано: «Читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее». Повтори: «Читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее». Повтори. Эти слова были началом первого стиха священного Корана, ниспосланного Аллахом. Когда Мухаммад пришел в себя и вышел из пещеры, он увидел стоящего на горизонте ангела в человеческом обличии. Пророк попытался отвернуться, но куда бы он ни смотрел, ангел все равно стоял перед ним. Наконец ангел представился: Гавриил по-христиански, потому что он все скопировал, справка от редакции, у христиан и у евреев, а по-арабски Джабраил. И заявил, что... А какой у него был пол? У этого ангела пол какой был? Это сейчас мы постараемся уточнить. Сейчас я не смогу вам ответить. Вопрос хороший, не забывайте о нем, хорошо? И заявил, что Мухаммад является божественным посланником. Так началась пророческая миссия Мухаммада. Возвышайся, Хубал, Аллах еще выше. Арабское слово «Аллах» переводится как «Бог». В первых переводах Корана на русский язык слово «Аллах» не употребляется. Аллах – это всего лишь связка определенного артикля «аль» и арабского слова «Иллях», означающего какое-либо божество. Похожее слово было у евреев, арамейцев, сирийцев, аккадцев и других народов. Например, ветхозаветное имя Бога – Эллох. Ислам и еврейский иудаизм роднит не только имя Бога. В сущности, за идеей ислама стоит исправленное и дополненное переложение Ветхого Завета с редкими вкраплениями христианства. В исламе тот же Бог и те же пророки. Мусульмане считают, что Библия – это божественное откровение. Они признают пророками Моисея и Иисуса, Исаака и Соломона. Однако мусульмане делают поправку. Люди исказили ниспосланные им заветы, и задача ислама
исправить эти искажения, представив настоящую версию событий, полученную непосредственно с небес. Справка от редакции. На самом деле арабы говорят, что послание Аллаха исказили евреи, поэтому они всех призывают к смерти евреев. Поэтому даже в Коране так и написано, что евреи произошли от обезьян, их надо уничтожать. Так что для тех евреев, которые к нам приходят в гости и стараются играть и показаться дипломатичными, политкорректными, мы вам говорим, дорогие наши друзья евреи, не надо с нами, с чеченцами, которые все знают, как есть, и знают всю подноготную ислама, стараться показаться в наших глазах политкорректными и заговорить эту тему, говоря, что религия ислам это хорошая религия, ислам не виноват, мусульмане плохие, но на самом деле ислам призывает к миру. Не надо нам врать. Мы все это знаем, и поэтому мы вам говорим. Есть суры и аяты в Коране, дорогие наши друзья евреи, которые говорят, что вы, евреи, еврейский народ, вас обвиняют ваши братья-семиты, араб, ваши кузены, двоюродные братья, что вы исказили, и что все 9 пророков, которые пришли, или их там было 11, сейчас я не смогу по памяти уточнять не буду, что вы их всех послания от Аллаха исказили, и что вас надо уничтожать и убивать. И так и записано. Вы яхуды, вы исказили все, вы произошли от обезьян, говорят. И вас надо уничтожать. Это ваши братья-арабы так говорят. В Коране, в суре и аятах это записано. И это останется до конца человеческого рода, до скончания века. Обезьян и свиней. Обезьян и свиней сказано, что их превращали и так далее. Совершенно. Это мы так говорим, чтобы справку закрываем на этом, углубляться не будем, чтобы наши друзья-евреи, которые будут нам ходить и говорить, вот, мусульмане хорошие, чеченцы мусульмане, можно, нам врать не надо, давайте говорить правду как есть. Врать не будем друг другу, говорить будем правду как есть. Вы нам говорите правду, мы вам говорим правду. Поэтому мы придем к общему знаменателю, и мы сможем победить это мракобесие, эту нечисть под названием русский православный Ахлу Сунна ва Аль-Джама Ислам и Джихад, который навязало российское, русское террористическое образование еще со времен царской Руси, с конца 17 века. Нам нужно объединиться и побороть эту нечисть и ложь, чтобы прийти к правде, к истине. Тогда вам, евреям, не будет угрозы от чеченцев, потому что нас используют против вас, русские, с помощью арабского ислама. Справка закрываем, читаем дальше. Евреи были первым народом, который изобрел единобожие и построил на нем свою религию, иудаизм. Затем это изобретение подхватило христианство, правда, введя не всем понятную Троицу. Ислам является следующим шагом в развитии этой идеи и возводит единобожие в абсолют. Хотя это неправда, потому что если ты поклоняешься Каабе, это уже идолопоклонничество, которое в исламе одновременно не признают. На самом деле не признают, потому что ты должен еще брать камешки и кидать. Это справка от редакции. Но мы это углубляться не будем, мы будем читать дальше. Единобожие в абсолют. Поэтому Ахмада называют арабским ханифом, то есть единобожником. Теперь картина становится ясной. Ахмад появился со своими проповедями в языческой Аравии, чтобы сбросить поклонение идолам и установить веру в единого Бога. Он был в своем роде Владимиром Крестителем Руси, сломавшим деревянную статую славянского бога Перуна, или же Константином Великим, сбросившим в море олимпийских богов Рима. Разве что такой властью Ахмад изначально не обладал. Ахмад не был единственным ханифом в Аравии. Ханифизм был популярным течением в духе своего времени. По арабским землям ходило немало ханифов, но именно Ахмаду удалось довести дело до конца. Первые проповеди Ахмад начал в Мекке. Изначально его пророчеством было библейским. Аллах выступал единственным Богом, кем нерожденным и не имевшим детей, но сотворившим весь окружающий мир. Первыми людьми были Адам и Ева, а по-арабски Адам и Хава, которые все так же были изгнаны из рая. В конце времен обещался день страшного суда, в который должны воскреснуть все умершие, чтобы ответить за свои деяния перед Богом. Иными словами, ничего нового. Разумеется, курайшиты не принимали Ахмада, но его миссия шла точно по сценарию успеха. Сначала пророка игнорировали, затем над ним начали смеяться, а после с ним начали бороться. Любимая история мусульман о гонениях на Ахмада рассказывает про то, как молящемуся в поклоне пророка Ахмаду вывалили на спину кишки верблюдицы. Однако, несмотря ни на что, Ахмад привлекал все больше сторонников. Пока дядя Ахмада, Абу Талиб, оставался главой племени, пророку ничто не угрожало.
Но в конце концов дядя скончался, и тогда Мирзу Ахмада стали преследовать. Это вынудило его искать поддержку в других городах Аравии, и он нашел ее в Ясрибе. Город населяли два племени, которые враждовали и не могли договориться между собой. Мирзу Ахмад подошел на роль миротворца. Жители Ясриба признали его главой города, третейским судьей и Божьим посланником. Тогда Мирзу Ахмад вместе со своими сторонниками... Не согласен, ремарка. Да. Тут надо ремарку сделать. Да, Ясриб это был еврейский город. Никаких племен там не было. Евреи приняли их как мигрантов, азулянтов, как в Европе сегодня происходит, к себе под защиту, типа их преследуют за единобожие. И тот объявил себя Машиахом. Главой его сразу не поставили. Там у них произошла битва внутри самого города, где они изгнали оттуда евреев. Представь себе, город, который построил твой предок, да, этот Ясриб его звали, сейчас это Медина, а тогда Ясриб был. Построили евреи, те принимают их. Типичный арабский троянский конь, или как называют, конь, да, скажем, такой арабский конь, рабский конь. У этих был троянский. Запускает, давит на жалость, везде хаос сеет, потом приходит сюда, и вот, пожалуйста, начинает убивать их и изгонять из своего же города, который построили их. Вот такой ислам. Да. Я хотел сказать, что их принимали никакие не жители, там их принимали евреи. Да. И он объявил себя Машиахом. Ислам. Мы понимаем, что справка, она правильная, она верная, и в самое, что есть в нужное время. Но мы-то рассказываем, как вообще ислам там зарождался. Но это мы скобки сейчас закроем, и дальше вы разовьете эту тему. Хорошо, Криксал? Но эта справка, она точно. На самом деле, то, что говорит Криксал, так и есть. Мы же где есть явная ложь, мы дополняем. Но потом это рассказ написан для того, чтобы показать, как ислам зарождался. И там такие острые углы и такие моменты, которые будут нехорошо показывать ислам, все-таки они загладили. Поэтому мы продолжим. Хорошо, Криксал, с вашего позволения, давайте завершим. Окей, брат, давай. Все, так, Криксал, говорите, справка закрывается, потому что это вы закрываете эту справку, и мы продолжаем. Криксал, вы справку закрываете? Да, справка закрывается. Продолжаем. С вашего позволения. Огромная вам благодарность, Криксал. Тогда мы знаем... прошу прощения, продолжаем. Город населяли два племени, которые враждовали и не могли договориться между собой. Мирзу Ахмад подошел на роль миротворца, они тут говорят. Но мы-то знаем, как была история. Справка нам только что объяснил все, как есть наш чеченский боевой ворон со скандинавским окрасом Криксраун Уркхай. Жители Ясриба признали его главой города, третейским судьей и Божьим посланником. Тогда Мирзу Ахмад вместе со своими сторонниками покинул Мекку и переселился в Ясриб. Это произошло 24 сентября, они говорят, 622 года. И эта дата чрезвычайно важна для мусульман. Переселение Мирзу Ахмада называется хиджрой. И от этой даты идет отчет времени в мусульманском календаре. Но это значит мусульманский, значит это арабский календарь. Поэтому мусульманский мир, он разнообразный, он неоднородный, но есть арабский мир и арабская цивилизация. Поэтому сейчас в Саудовской Аравии идет 1440 лет, 1440 год от хиджры. Просто справку все-таки откроем. Мусульманский мир, он неоднородный. Почему? Потому что там есть азиатские народности, там есть и европейцы, есть пакистанцы, даже если взять малазийцев, не больше, чем всех арабов вместе взятых. Есть индонезийцы, есть туда, видите, входят азиатские народы, там Казахстан, Узбекистан, вся Средняя Азия, даже европейцы, некоторые принимают ислам. И в Африке есть черные вот эти страны мусульманские, именно Субсахара, вот эта нижняя часть, после южная часть Африки, Субсахара называется. Так что мусульманский мир, он совсем, это отдельная вещь, можем разобрать как-нибудь в одном из наших примеров. Есть арабская цивилизация, где только арабы. И вот арабский календарь, поэтому говорю, чтобы люди понимали, о чем речь. Потому что они начинают смешивать два понятия. Мусульманский мир и арабский мир. И все это объединяет какой-то исламский мир. Нет, есть арабская цивилизация, арабский мир. И есть те нации, которые приняли ислам, и поэтому они стали мусульманами. Это называется мусульманский мир.
Читаем дальше. Справка закрывается от редакции. Продолжаем. Яслиб стал первым мусульманским городом. Вскоре его переименовали в честь пророка и назвали Мединой. Да, это совершенно верно, то, что говорил Криксраун. Там были евреи, торговцы, на самом деле, в Медине. Это был такой перевалочный пункт между караванами. Ан-Наби, что переводится как город пророка. Интересы Медины и Мекки со временем стали соприкасаться в основном из-за пересечения торговых путей. Это привело к нескольким битвам между городами. Сражения имели религиозную подоплеку. Мекка до сих пор была сплочена вокруг идола во главе с Хубалом. И даже есть хадисы, где говорят Хубал Акбар, а тот говорит Аллах Акбар. Мухаммад говорит Аллах Акбар, а тот самый такой смелый воин, этот арабский тоже какой-то там, я забыл имя, и он кричал Хубал Акбар. И практически он побеждал. Абу Суфьян. Абу Суфьян. Да. Это тоже история, мы об этом говорили уже. Ну, как бы, если что, посмотрите наши прямые эфиры, там тоже об этом будет. Если потом, если будет возможность, дополнить там Криксраун, наш скандинавский боевой ворон с чеченским. Наш чеченский боевой скандинавский ворон и как бы тоже со скандинавским окрасом. Продолжаем, справку закрываем. Вокруг идолов во главе с Хубалом. А Медина была мусульманской и поклонялись Аллаху. В одной из решающих битв главный враг Мухаммада, вот, кстати, о нем и говорится здесь, Абу Суфьян, поднимая боевой дух солдат, восхвалял мекканских идолов, повторяя: «Возвышайся, Хубал». Мухаммад и его сторонники кричали в ответ: «Аллах еще выше». В конечном счете победил Аллах. Единый Бог оказался выше человечка с золотой рукой. Мекка была завоевана Мухаммадом и сдалась без боя. Мусульмане пришли в город и уничтожили всех идолов, населявших Каабу. Хубал был повержен, а запретное место сбора очищено от камней. Мекка сбросила с себя язычество и превратилась в новый центр исламского мира. Вокруг Каабы вскоре была построена запретная мечеть. А как мы, справка от редакции. А в то время в Мекке Кааба это был просто черный квадрат, и где стояли все эти разные идолы. И самым главным там был Хубал. И люди, вот эти караванщики, арабские, другие, которые ходили там, евреи, другие, они приносили подношения. Понимаете? Вот в этом плане. А когда Мухаммад оттуда ушел в Медину, в Ясир, потом пришел обратно, он всех этих идолов, которых более 360, сломал, переломал, перемолол. И этот черный квадрат он выстроил там как мечеть. Место поклонения тоже. Как бы обратно ее сделал святым местом. Но на свой манер. Потому что он уже видел, как евреи там поклоняются, вот эти строят всякие маленькие здания, там молитвенные дома и так далее, и так далее, и так далее. Продолжаем. Справка закрывается, продолжаем дальше. Вокруг Каабы вскоре была построена запретная мечеть. А вход в Мекку со временем закрыли для всех не мусульман. Но все же один идол в Каабе остался. Это был черный камень. До сих пор он вмонтирован в один из углов Каабы и обрамлен серебряной оправой. Во время паломничества, нарезая круги вокруг Каабы, мусульмане, каждый раз, проходя мимо черного камня, салютуют ему, хотя они говорят, справка от редакции, единобожие, но тут они поклоняются этому черному камню. Идолопоклонничество, понимаете? Узаконенное в арабском мире, арабской религии, в исламе, по сути Мухаммада, со слов Аллаха, узаконено идолопоклонничество в исламе. Они сами себе противоречат. Поэтому там как таковой логики, святости, священности, мудрости нету. Но справка закрывается, продолжаем дальше. Мусульмане, каждый раз, проходя мимо черного камня, салютуют ему, посылая воздушный поцелуй со словами «Аллаху Акбар». А если так, Аллаху Акбар. После завершения паломничества камень надлежит поцеловать, что арабы особенно любят целоваться в губы мужчины и совать друг другу в задницу пальцы. Это у них национальная традиция такая. Национальная забава, и вообще они любят друг друга делать приятно. Потому что они любят друг друга ради Аллаха. Аллаху Акбар. У них даже, это справка от редакции, мужчина с небородой считается объектом сексуального вожделения. И это факт, на самом деле. И есть научные исламские заключения великих исламских мужей. Поэтому, если вы без бороды попадаете среди арабов, они будут на вас нападать, целовать вас в губы, ласкать и засовывать вам пальцы в задний проход. Справка от редакции закрывается. Это было тоже темой наших нескольких прямых эфиров. Если кому-то будет интересно, мы можем эту тему тоже обсудить. Продолжаем дальше. Этот факт – сильнейший укол от критиков ислама и, по сути, отголосок арабского язычества. Коран.
После взятия Мекки Мюзин Ахмад уже строил планы завоевания Сирии, но этим планам не дано было свершиться. Пророк умер, не дождавшись грандиозных побед арабского государства. Не увидел Мюзин Ахмад при своей жизни и Коран. Мюзин Ахмад читал свои проповеди, но никогда не записывал их. Откровения Аллаха передавались из уст в уста по памяти отдельными фрагментами. Впервые стихи начали собирать в единую книгу халиф Усман спустя 20 лет после смерти Мюзин Ахмада. Первые версии Корана давали простор для разночтений. Дело в том, что в арабском языке всего 3 гласные буквы, которые пишутся только для ударного слога. В остальных слогах арабы пишут только согласные буквы, а гласные не используют вообще. Поэтому, если не знать контекста, одно и то же слово можно прочитать десятком разных способов. Только к концу VII века арабы догадались ввести специальные надстрочные знаки огласовки. С огласовками арабский стал так же прост для чтения, как и любой европейский или другой язык. Отсутствие единого литературного арабского языка привело к появлению 7 версий Корана. Каждая версия была адаптирована для диалектов племен, населявших Аравию. В конечном итоге в X веке текст Корана был окончательно огласован и принят в одной редакции на диалекте курайшитов. Но было уже поздно. К тому времени арабский халифат уже завоевал полмира, и Коран в разных редакциях распространился по разным странам. До сих пор существует как минимум 5 редакций Корана, которыми пользуются в разных странах. В сумме этими редакциями пользуются 5% мусульман. А отличия между ними минимальны. Например, где-то вместо «мы» написано «я». И все в таком же духе. Следующая проблема Корана заключается в порядке стихов. По какой-то причине собиратели книги не стали размещать их в хронологическом порядке, как получал их Мюзин Ахмад. Вместо этого стихи собрали в главы, а главы отсортировали в порядке убывания длины. Коран начинается с самых длинных глав, содержащих более 200 стихов, а заканчивается короткими главками всего из 4-5 строчек. Именно поэтому Коран так тяжело читать. Например, первый стих, ниспосланный Мюзин Ахмаду, в пещере идет под номером 96. Содержание книги не читается как единое целое, состоит из отдельных отрывков рассказов, библейского сюжета и наставлений. Отрывки повторяются на протяжении всего Корана, постоянно в новой форме, то дополняя, то противореча друг другу. Все это не было бы так важно, если бы не абсолютная вера мусульман в богосотворенность Корана. Мусульмане считают, что Коран был не написан, а сотворен Аллахом и существовал всегда. Исламская традиция считает Коран совершенной книгой, которая ниспослана самим Богом и никогда не изменялась ни в одной букве. Мусульмане верят, что Коран содержит ответы на все вопросы. Порой их тяжело найти, но это уже проблема не книги, а ее трактовки. Коран в глазах мусульманина существует только на арабском языке. Все его переводы – это просто пояснительные записки. Что же видит в Коране наука? Книгу, записанную через 20 лет со слов слушателя Мюзин Ахмада и озвученную спустя еще век, искусственно отсортированную в порядке убывания длины с кучей противоречий, архаизмов и несвязанных фрагментов, безусловно, это великий памятник арабской культуры и цивилизации. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Мы закончили. Свободный микрофон. Если у кого-то есть что добавить, пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. Хорошо, дорогие друзья, у нас, как мы видим, установилась тишина. И мы закончили на сегодняшний день. У нас эфир продолжился, хотя мы планировали только на час. Благодаря этому мерзавцу, русскому подлому мерзавцу под-русскому Мюзин Ахмадовцу, который начал наговаривать на наших чеченских женщин, нам пришлось все-таки зачитывать некоторые суры и аяты из Корана, чтобы донести правду, что чеченских женщин лишает их законных чеченских прав, навязывая им рабскую культуру посредством русского теоретического образования, надевая на них черные арабские мешки под названием хиджаб, а это блядская, развратная, распутная одежда для лишения женщин всех прав и превращения их в объекты сексуального вожделения и объекты сексуального наслаждения
именно для того, чтобы мужчины, а именно арабские, на самом деле, это же идет с арабских, доставляли себе телесные услады. Мы это все объяснили, конечно же, дали понять, что ничего общего с чеченской культурой это не имеет. Поэтому мы на сегодня завершаем наш прямой эфир. Мы включим, наши технические модераторы включат Ламан Маршу. Все дружно можете туда переходить и говорить там на любую тему без табу. И там наш великолепный спикер Крикс Раун сможет полностью высказаться по всем темам. Крикс, вы с нами или нет? Да, брат, мне надо сейчас выйти, сейчас у меня времени. Вы выходите? Тогда вы там не будете, да, я так понял? Если вы там не будете, то тогда там прямой эфир запускать не будут тоже. Не, я там не буду, брат, у меня времени нет. Ну тогда мы на сегодня завершаем. У вас есть что-нибудь добавить, Крикс Раун? Ну, что добавить? Будьте людьми, не будьте дебилами. Понятно. Цутявый, да я же хом махвой. Да, не сотя, ценунтя. Порта хулитилвой, пулам лольвой, эту бахил, оуши дезедеш. Ирс эту муш, ардахар лольвой. Хеплехил, шейсин ваш шейдом ждейхил, шейсин кетам сама бахкой. Не бин, не эдл, не почавший, лейшся хуш. Хаз нохчихили, вой нохчи гумантедерзи, хаз вой нохчил хадвахш, кыладвахш, хаз вой матбич, вой культур, вой историй, вой гумантехли, хаз гоуши, на ости вежи ижи, дей на нойхили. Хаз мас суау, галдуния нитня адол камишика, дадах дуаштош. Гоуши дезе, деш ларалош, силах дол нохчи камали, вой почавки, мярша дол шхулич кипор, вой ардахар, вой дад, я хиберт хелвой, адик яшу, маш оль масира. الله أكبر 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 الله أكبر